Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. Спираль событий накручивается сильнее. Молдова находится в предвыборном состоянии, ну а в Гагаузии не случилось своего предвыборного состояния. Почему же, спросите вы? Ну, хотя бы потому, что депутаты Народного собрания Гагаузии не договорились о дате очередных выборов для себя. А хотели ли? Но не получилось договориться не только у наших депутатов НСГ. Не получилось и у Путина с Трампом договориться о прекращении войны. И тот же вопрос. А хотели ли? Мировое сообщество, друзья, конечно, продолжит говорить об этом. Ну а мы будем обсуждать события, которые происходят в нашей стране и в Гагаузии. В студию проекта «Единомышленники» сегодня мы пригласили общественного активиста, молодого гражданина страны, который очень открыто и смело высказывает свою позицию в социальных сетях. Мы с Еленой Карамид решили воспользоваться его открытостью, если так можно сказать, и предоставить возможность зрителям нашего проекта услышать его ответы и на наши вопросы. Через несколько секунд, конечно, мы запустим нашу дискуссию, ну а пока по-прежнему, друзья, мы просим вас подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ну а если вам успели понравиться эти дискуссии, поделитесь с друзьями этой ссылкой, ну и пусть единомышленников будет больше. Пусть станет больше тех людей, которые думают о судьбе Молдовы. Через несколько секунд мы здесь, и вы оставайтесь у экранов. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» гражданский и языковой активист Кирилл Железов. Кирилл Железов, родовая фамилия Железогло. Общественный деятель, НЛП-разработчик, инженер по обработке естественного языка. Образование. В 2009 году окончил лицей имени Михаила Губогла, город Чедерлунга. С 2009 по 2014 годы учеба в Ростове-на-Дону, Россия. Специальность – реклама и связи с общественностью. Деятельность. С 2014 по 2018 годы исполнительный директор СРЛ Уйгун-Ев. С 2018 по 2021 годы системный администратор ICO Worldwide. С 2014 по настоящее время разработка и удаленная поддержка сайтов переводческих компаний «Открытый мир», «Lingua Franca» и другие, а также нишевых интернет-магазинов, копирайтинг, перевод и адаптация контента. Разработчик и владелец собственной онлайн-платформы для переводов и изучения тюркских языков. Исполнительный директор АО «Гагауз Онлайн». Позиционирует себя как гражданский и языковой активист, родом из города Чедерлунга, Гагаузия, Молдова. Кириллу 34 года. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Очень рад наконец-то оказаться здесь. Кирилл, очень правильно было замечено Оксаной Федоровной, что у нас немного молодых людей, которые открыто выражают свою позицию в социальных сетях. Вы один из тех, кто говорит об этом смело, говорит об этом не только в социальных сетях. Вы часто являетесь гостем каких-то программ, даете интервью. Скажите, почему вы это делаете? Вы надеетесь что-то поменять, изменить? Да, это скорее просто какое-то наитие, наверное. И уже как побочный эффект, я надеюсь, что это на кого-то повлияет все-таки и что-то изменит, да, в лучшую сторону, потому что ситуация у нас так себе. Ситуация у нас так себе в Гагаузии. А если коротко и все же раскрыть вот это «так себе», о чем вы сейчас конкретно? Я думаю, что это и так всем известно. Политическая, культурная, социальная обстановка, ну, скажу, бьет, наверное, антирекорды, по крайней мере, на моем коротком сроку, скажем так. Я не видел ничего более унизительное и отвратительное, чем то, что сегодня у нас в Гагаузии. И только в Гагаузии или что-то и в целом в стране? Гагаузия особенно, я бы сказал. Да и что мне говорить за Фалежский район какой-то, я же конкретно, то есть я отсюда родом, и меня больше, конечно, интересуют проблемы Гагаузии. Хотя я уже, живу, можно сказать, на 2 региона, Кишинев, Гагаузия. Но это мне, наоборот, во многом помогло, знаете, наверное, идентифицировать эти проблемы в Гагаузии. То есть на сравнении с чем-то.
очень сильно запущено, как в плане политики, так в плане социальном и тем более в плане языковом. А что вы называете унизительного было много? Что вы имеете в виду? Можете пояснить? Пояснить вкратце, я думаю, это очевидно. Шор, ставленники, наш так называемый башкан, это все вкупе, это очень унизительно. А еще более унизительно то, как они пришли во власть. Очень, знаете, больно осознавать то, что старики, родители, бабушки, дедушки, многие, я не говорю за всех, но тем не менее, которые учили там честности, труду, не бери, не воруй оттуда, ничего там плохого не делай, чтобы там репутацию там семьи и так далее, и так далее. При этом они почему-то совсем не переживают за свою репутацию, а участвуя в этих ярмарках тщеславия шоровских, так называемых. Да, хорошая формулировка ярмарки тщеславия. Вы, Кирилл, сказали о том, что не только социально-экономические, но в этот же ряд вы поставили и языковую проблему. У нас в Гагаузии языковую проблему всегда или замалчивают, или говорят, что ее нет. Почему вы в один ряд с этими проблемами поставили и языковую? А кто говорит, что у нас нет? Я просто хотел бы на этих людей посмотреть и пообщаться с ними по-гагаузски. Ну, к примеру, да. Но вы говорите, таких проблем нет. Но люди говорят о том, что нет проблемы гагаузского языка, потому что у нас дети хорошо знают гагаузский язык и показывают какие-то мероприятия, которые дети проводят. Внутри этих мероприятий дети говорят на гагаузском языке. Ну, эти дистиллированные условия никого ни в чем не убедят никогда, потому что помимо того, что эти мероприятия проводятся, есть еще дети, которые просто на улице, в доме, в школе и так далее. Кстати, да? Конечно, вот, пожалуйста, давайте любого прямо так словим. Ama şimdi olmasına lânelaydiz gagavuz dili için. Siz de tanıttıknası insan kim hani dillerle ilgileniyor. В вашей биографии было написано, мы зачитали, да, что вы занимаетесь тем, что разрабатываете методы, которые могут помочь сохранить язык, развивать язык, и занимаетесь этим профессионально. Потому что Гагауз онлайн словарь, который вы, это ваш проект, который вами изобретен, скажем так, да, что это ваше авторство. Он получил какое-то развитие, но что-то, может быть, об этом сегодня еще поговорим. Но я возвращаюсь к языку. Hadi Gagauzca da olsun. Olmasın yani biz söyleriz hani Gagavuz dili yok ama te Gagavuz dilinde laf etmermişik. Biz her bir kolverimde söyleriz hani bana da, Lena Fedorovna'ya da. Hiç yok problema laf etmeye Gagavuzca ya da Rusça. Ama bizim laf etmemiz ilerletmiyor bu dili. Hadi sen de söyle şimdi, niçin o zaman siz ilgilendiniz Gagavuz dilinden? Nede var onda problema? Niçin lazım oldu yapma şöyle bir sözlük online? Var mı fayda? Kullanılır mı? Kim kullanır? Hem de niçin Gagavuz dili problemasını siz Gagavuzya'da görürsünüz? Niçin problema? İsterseniz Gagavuzca'ya doğru öyle mi? Hadi Gagavuzca bu soru şabalim. Ну, ben neçinse düşüneyim, hani bu soru için daha çok Rusçalı etme. Ya da karışık Rusça Gagavuzca'la. Niçin? Çünkü biz danışıyoruz o insanlara, kimle de Rusça, Rus laf edenlere. Onlar bizi anlamayacaklar. Yok, bizim mesaj yok olur. Öyle. Rusça danışırken belki onlara da direktçe girecek beyinlerine da ne soruş var sizde? Hadi ilerleyelim Rusça ama bu arada bana kalsa bu 2 minutta yetti. Hani seyirciler kim hani vakayı bizim şimdi bu kol verimi anlasınlar hani Gagavuz dilinde problema yok laf etmeye. Ne yok. Bize ikimize ne de size. Hiç problem yok. Yuta doğru da varınca ama daha çok şimdilikte lazım işlemeye çalışma bu toplumdan hani sadece Rusçalaydı. Biz onları doğrultma isteriz. Üretme onları. Onun için да, файдаlı Rusça olacak. Ama если возвращаясь к вашему вопросу по вы спросили по поводу того, вот кто-то говорит там, что нет проблемы там с гагаузским языком. Ну, в таком случае, почему тогда 95% гагаузских передач, мероприятий ведется на русском языке в таком случае? Как это нет проблем с гагаузским языком? Типа настолько нет проблем, что давайте его забудем? Как это просто помещается у людей в голове? Мне кажется, что те, кто так говорят, им просто
не интересен гагаузский язык. А как вы идентифицируете самую главную проблему вокруг гагаузского языка? Нету там главной проблемы, я не могу ее идентифицировать. Там есть комплекс проблем, которые... назовите тогда. Смотрите, низкий уровень патриотизма. И я говорю не просто там бить себя в грудь, я гагауз, и из-за того, что я гагауз, я должен быть против кого-то. Нет, я не об этом патриотизме, который нам пытаются вдолбить в голову, сами знаете откуда. Это скорее о том, что если ты гагауз, ты какие-то усилия телесные и мозговые должен делать для того, чтобы элементарно связать 3 слова на своем родном языке. Это очень странно, когда дети разговаривают с бабушками, с дедушками, и они разговаривают, внимание, на разных языках, причем буквально. То есть гагаузы перестали себя чувствовать гагаузами. Гагауз, не чувствующий себя и не идентифицирующий себя как гагауз. Не совсем так. Они себя идентифицируют, мы себя идентифицируем как гагаузы, многие, но наша национальная идентификация подменена русской, а скорее советской. Вот так. И Чем это больше выражается... ты советский человек, тем больше ты гагауз. Типа. Да, вот так получается? Я вижу так, я могу ошибаться. Вы знаете, еще одно подтверждение того, что вы все-таки сторонник развития и работаете над этим, и определенных усилий, как мы знаем, вам стоило обучиться этому языку, будучи гагаузом, который вырос в среде, где все-таки говорили на русском, но не на гагаузском. Это уже я знаю из историй других интервью с вами. Но давайте посмотрим на видео, которое совсем недавно вы сделали на гагаузском языке. Да, это в рамках одного проекта молодых ребят, которые работают и задумали так просвещать людей о том, что делают разные уровни власти и какое это имеет значение для общества. Давайте послушаем, друзья. Moldova Respublikası'nın hükümeti, devlet güçlerinin için laf ederek pek önemli anlama kim hayder onu halizde. Moldova'da her günkü devlet işlerini gerçekleştiren hükümet ya da правительство. Moldova Respublikası'nın hükümeti en yüksek yürütmek ya egzekutif organı. Seçimlerden sonra parlament yardımıyla kurulur. Konstitüsiya hem parlament tarafından tamamlanmış programa göre işler. Кирилл, вы говорите о том, что в основном люди у нас не понимают гагаузский язык. Для кого вы на гагаузском языке такие выпуски делаете? Для тех, кто понимает, и для тех, кто понимает чуть-чуть, ему нужно больше Информации. Абсолютно верно. На гагаузском, чтобы они слышали, как те или иные вещи произносятся, то есть или проговариваются. А где? Да, практически вот это видео, и содержание этого видео, таких видео, правильнее будет сказать, оно направлено на то, чтобы проинформировать лучше население, просветить, точнее говоря, да, что такое парламент, чем занимается парламент, как люди должны подходить к тому, чтобы избирать депутатов, как получить как можно качественный депутатский корпус, правильно? Да. В этом есть действительно необходимость, на ваш взгляд? Конечно. В целом, во-первых, эти видео вообще была инициатива, это не моя, это Центр гражданских инициатив. Да, Михаила Пейкова. Вот я с удовольствием помог ребятам, потому что вот для меня это важно. То, что вы спросили, мало того, что это еще на гагаузском языке, так это еще и что-то полезное, потому что уровень политической грамотности крайне... Короче, он оставляет желать лучшего, давайте так скажем. Сложно не согласиться. Вы знаете, я хотела еще одну мысль по поводу того, что вы являетесь автором онлайн-словаря гагаузско-русского. Вы являетесь еще и автором этой клавиатуры на гагаузском языке и меня просто в этом всем у меня возникает вопрос, почему научный центр не занимается этими вопросами? Есть кадры, которые работают в этом центре, есть финансовые возможности все это делать, но почему-то у нас так получается, что школьник, который испытывал сложности при изучении гагаузского языка, сам для себя завел вначале такой словарик, потом он перерастает в словарь. Почему в электронный словарь
Почему, на твой взгляд, этими вопросами не занимаются те, кто должен напрямую этим заниматься? Этот школьник, о котором говорит Елена Федоровна, это как раз и Кирилл, друзья. То есть Елена Федоровна пересказывает историю о том, как Кирилл сам дошел до того, что, будучи школьником, ну расскажите сами, Кирилл. Что рассказывать? Просто я так же, как и многие школьники, наверное, Гагаузии, в свое время стал... Нет, ну сейчас уже полегче, конечно. Но в то время, да, было тяжко переводить, тем более слова новые, всякие неологизмы, термины, которые, ну, не могут знать наши родители, скажем так. Ну, все, вот я накапливал себе, просто накапливал эти слова, потом решил сделать вот в открытом доступе. И вот так постепенно, адым-адым, олду. Но необходимость существует, и Конечно. по сегодняшний день этот словарь, который, наверное, уже более усовершенствован, чем он был тогда, он очень востребован. Он востребован в том числе, потому что он, по сути, единственный. Есть там другие какие-то сторонние тоже, но они, на самом деле, не очень информативны, скажем так. И вы спросили, почему не занимается этим научный центр. Наверное, потому что научный центр не занимается культурой у нас, Башконат не занимается экономикой, Министерство управления образования не занимается образованием и так далее. Это такой же тренд в Гагаузии, что есть какие-то учреждения для того, чтобы у людей были рабочие места, а не для того, чтобы они выдавали КПД. Я не хочу обидеть никаких работников там, научного центра, который, кстати, я знаю, по крайней мере, одного, который болеет, скажем так, за гагаузский язык, радеет. Но почему так? Не знаю. Давайте пригласим их, поговорим. Да, мне было бы очень интересно, почему и так нам действительно. Интересно. Только интересно еще ваш ответ на такой вопрос. Если вы говорите, что управление образования не занимается образованием, Башконат не занимается экономикой, то тогда, на ваш взгляд, чем они занимаются? Ерундой какой-то. Страдают. Почему вы так думаете? На основании чего заключения такие На основании делают? того, что никаких особых изменений. Вот давайте так. Давайте возьмем любой какой-то отрезок времени, от и до. Хотите 15 лет, хотите 10. Ну давайте все 30 возьмем сразу. Давайте все 30 возьмем, так Давайте. ситуация усугубилась. У нас не было никогда научного центра до этого, и люди разговаривали больше по-гагаузски, чем сейчас научным. Да, не хочу, опять же, спускать всех собак на научный центр. Он, там его, если вина есть, то она небольшая. Но, тем не менее, да, это вопрос большой, почему они не сделали клавиатуру, это так сложно. Я ее сделал Это один. такая помощь всем тем, кто печатает тексты на гагаузском языке. Я Это понимаю. огромное Хорошо, подспорье. со словарем я согласен, там большая работа. Опять же, я ее тоже не за год делал, не за 2, не за 3, даже не за 4. Хорошо, но они могли бы сделать, у них там куча кадров и так далее. И денег, в отличие от меня, да. А вот почему даже элементарно клавиатура, клавиатура, даже она создана сторонними вообще людьми просто, я не знаю, это фигня. Хорошо, а есть ответ у вас на вопрос, ну а почему это не делалось? Нет у меня Неважно ответа. на каком отрезке, 30, 15, 20, но вот Нет, базовые вещи не У сделаны. меня очень абстрактный ответ, просто это никто не хочет делать, вот и все. Но это не совсем ответ, скажем так. Ответить на это могут только они. Знаете, Кирилл, очень много раз мы в этой студии говорим о том, где же Гагаузия ошиблась, на каком этапе. И разные гости давали разные ответы на этот вопрос, да. Но вот сверхзадача, мы говорим о том, и мы с Еленой Федоровной об этом говорили, будучи депутатами, что миссия, ради которой эта автономия создалась, то есть вот эта национальная идея, да, правильнее ее называть именно так, вот национальная идея, которая должна была бы все 30 с лишним лет витать в воздухе, это которая должна была бы сквозить каждой задачей жизни каждого государственного органа, каждого государственного чиновника. Кажется, что этой национальной идеи нет, поэтому все и рассыпалось за 30 лет, потому что сложно сказать, что все это собралось и работает. Как вы думаете, да? Нужна национальная идея? Или? Я думаю, да. Нужна национальная идея. А не поздно вот через 30 лет говорить о том, что она нам нужна? Это никогда не поздно говорить. Вопрос, сможем ли мы ее вернуть, а говорить стоит об этом, я думаю. Не поздно ли? А сможем То ли есть- вернуть или вообще сформулировать? Я не знаю, говорю, сможем ли мы ее вернуть, сформулировать-то мы ее сможем, почему нет? Национальная идея ну, легко пример, формулируется. как у нас вы ее видите? Да, тюркизм, регионализм, гагаузлук,
И как Всё. в эту модель тюркизм, регионализм, гагаузлук, как в эту модель вписывается полная пророссийскость нашего региона? Никак. И, ну, так. Никак не вписывается. Так я говорю о той модели, которую бы я хотел видеть и которая бы логичнее подходит всему гагаузскому народу, судя по по нашему происхождению, хотя генетически мы да, не тюрки, но тем не менее. Өз. Өзіміз Тюркдаун, да. Тюрк, да. И да, конечно, с российской идеей это едва ли как-то. Так вы говорите вот по поводу вообще самой идеи, она же интересно подменилась из гагаузской на российскую в 93-м, когда пришли сюда помогать нам. Ну, это были 90-е годы. 90-е годы, вот с этого момента гагаузы настолько благодарны помощничкам, что как бы они забыли, что они гагаузы. Вот и все. Вы действительно считаете, что гагаузы забывают, что мы гагаузы? В смысле? Конечно. Ну, посмотрите, вот такая штука. Я не знаю, могу ли эту параллель провести, но как бы давайте возьмем одна из песен Петковича, которая Гагаузумбян, Гагаuz Дудум, Гагаuz Калджам. Вот если запустить эту песню, я видела очень много молодых людей в разных сообществах, когда слушают эту песню, они ее все поют, они ее все чувствуют по-своему, да, и они в этой песне, они чувствуют себя гагаузами. Но как только дело переходит на какие-то другие обсуждения, то что-то происходит с языком. Они не говорят на гагаузском языке, они не чувствуют необходимость говорить на своем родном языке. Родители их, либо сами эти подростки, они говорят, да куда ж я пойду с этим гагаузским языком? То есть как это, если у вас какое-то свое, не то что оправдание, но пояснение того, как так происходит? Түркүчө алмадин бен гагаузум бен, ама гагаузча лафитме безедиллязмнян безгиджисо диллен. Ну и куда мы пойдем с этим языком и т.д. и т.п. Ну, смотрите, точно не стоит, конечно, обвинять в этом никого. И тех, смотрите, здесь же проблема очень комплексная. И вот начинаешь тянуть одну нитку, и там выходит вообще столько всего, что конкретно, куда я пойду с этим гагаузским. А я понимаю их. Это как бы очень резонный вопрос. Они правильно это спрашивают. Только не надо рассматривать элементы культуры и элементы языка как обязательно способ заработка. Да, это прекрасно, когда ты знаешь какой-то язык, и ты на нем еще деньги можешь сделать. Но тогда можем ориентироваться на общетюркский, на турецкий язык. Пожалуйста, это открывается 80 миллионов только в Турции. Открываются огромные возможности, мосты экономические, культурные, социальные, да какие угодно. Если уж вопрос в этом. А если мы уйдем от вопроса того, что мы будем культуру обязательно мешать с Казанч, с заработком нашим, то хочу спросить у этих людей, ну, допустим, смотрите, выросли вы в своей семье, мама, папа у вас бедные, скажем, не богатые, да? Вы не доедаете даже порой с детства, но у вас соседи, трехэтажный дом, 8 машин. Что это значит? Что если я ребенок бедных детей, я должен пойти в трехэтажный дом к этому мужику и сказать, ты мой батя, а ты моя мама. Так получается. А у нас так и получается. Мы с гагаузским ничего не можем сделать. Ну, давайте поклоняться русской культуре и русскому языку. Браво. В чем прикол? Вы продаете собственный генофонд целый, можно сказать, и культурный фонд. Ради чего? Потому что вы говорите, что вы не сможете на гагаузском что сделать? Заработать? Это как? Во-первых, я едва ли представляю человека в Гагаузии, который будет говорить только на гагаузском. У нас языковой дуализм был, по-моему, всегда, начиная еще с Болгарии. Поэтому знать какой-то язык, на котором ты можешь зарабатывать, плюс знать свой родной, это как бы база. Вот Кирилл, зная вашу историю, может быть, эта история будет поучительна или, я не знаю, познавательна для тех людей, которые сейчас нас смотрят и не совсем уверены в том, что надо все-таки, будучи гагаузом, знать свой родной язык. Если они не уверены, то им ничего не поможет уже. Ну, вот я почему говорю про вашу историю. Вы мне рассказывали о том, что вы очень поздно поняли, что надо все-таки свой родной язык знать. И занялись этим очень уверенно. И сегодня вы говорите на своем родном языке. Ну, как поздно? Поздно по отношению к чему? Вот поздно, что не со школы, не с детства. Это поздно. Ну, хорошо, да. Ну, как только
я могу сказать, что я становился осознанным человеком. А вот когда прям это Ну, случилось? это вот, наверное, после 16, думаю, так, 17-18, вот уже что-то там становится на место, да? И вот ты начинаешь себе странные вопросы задавать. А почему я не понимаю свою бабулю? Так. Я не понимаю свою бабулю. Мы живем через пару улиц. Она не живет во Франции, а я в Испании. Понимаете? Это финиш для меня один момент И? стал. для многих- Владимир Для Гагаузович. многих, Владимир для многих Гагаузович. это финишем не становится. У нас же много молодежи, которая не говорит Ну, и не будет, наверное, говорить уже на гагаузском языке. Особенности личности и интеллектуального развития в том числе. У вас есть Но опять же, и такая национальная мысль, идея, которая, если бы она была бы, и если бы мы все жители автономии эту национальную идею ощущали бы, чувствовали бы, если она была сформулирована очень четко, и с Однозначно. годами жизни гагаузской автономии она укреплялась бы действиями политиков, действиями граждан, укреплялась бы сообществом гагаузским, то сегодня не было бы вопроса, почему у нас школы русские, а гагаузский язык мы все знаем. Этот вопрос бы не стоял. А сегодня стоит вопрос так: школы у нас всегда будут русскими, а гагаузский язык из года в год все утоньшается и 100% утоньшается. утончается, да. мы очень часто говорим о том, что гагаузы это очень маленький народ, и поэтому, наверное, происходит то, что мы теряем язык и так далее. У вас есть очень хорошая мысль, мы ее где-то вычитали, вы говорите о том, что и у гагаузов, как у любых маленьких народов, есть некий комплекс неполноценности, который они, скрываясь, пытаясь себя ассоциировать с более крупной общностью. Прокомментируйте свои слова, и не в этом ли скрывается то, что мы, как гагаузы, истончились? Как вы Да, сказали. и в этом тоже. И в этом тоже. Не только в этом. Но, конечно, это как бы это стандартная история про малые народы, которые, да, что сказать, у нас нет столько ресурсов ни человеческих, ни денежных, ни интеллектуальных, ни культурных, Но- ни языковых. И поэтому мы пытаемся спрятаться за спиночку дяди Путина, например. Но у нас есть свое государство, в котором мы сейчас живем, Молдова. Но тот Вы язык мы тоже не ошибаетесь. знаем. Вы ошибаетесь. В смысле, да, мы Государственный. живем в Молдове, но у нас люди, особенно старше определенного возраста, до сих пор не обнаружили себя в Молдове. Они все еще живут в своем колхозе в СССР имени Ленина и мечтают, как они своруют пару кабачков домой оттуда. Мы об этом неоднократно говорили с Кристиной Федоровной, о том, что, да, действительно, гагаузы жили на Балканах, как небольшой народ в составе большого государства. Потом они переселились в период Российской империи сюда, на эти территории, и были также в составе какого-то государства. Потом Королевство Румыния, Советский Союз, независимая Молдова. Никогда гагаузы, конечно же, не имели своей государственности. Где-то там 13 век, 14 в истории такое было, такой прецедент был, но потом гагаузы свои самостоятельное такое государство самостоятельного не Самоуправление именно не имели, имели, да. да. Но все-таки автономия это что-то С другое, что 94-го могло бы года. позволить нам, гагаузам, заявить о себе, о своем языке, о своей культуре. И, к сожалению, это не стало чем-то, что могло бы провоцировать нас говорить о себе, как о гагаузах, громче. Да. Это стало даже где-то, наверное, мы стали говорить меньше на языке, мы стали исчезать как гагаузы, к сожалению, вот в этот период. Это Абсолютно верно, я- маленькое дополнение. Получается, что 94 год, момент признания, придания статуса автономии, он не стал элементом вдохновленности для тех элит, либо теперешних элит. То есть праздники празднуются, даты отмечаются, время идет, а не укрепляются корни, не создается, не укрепляется вот этот фундамент. Или он вообще, как уже тут говорили, не сформулирована национальная идея, потому и дом не строится. Так она просто, ее формулировали-то неплохо в этом дискуссионном клубе, да, Гагаuz Халкы, Да. насколько я помню. Из того, что я Но если бы не Гагаuz Халкы, возможно, и не было сегодня гагаузской автономии. 100% Это бы же- не было. 100% бы И не было. эту автономию мы в 94-м, наверное, получили, потому что вот эта идея была очень правильно сформирована. И она Верно. объединила Она тогда всех. Вот тогда она объединила, но потом более умные ребята, более грамотные, более политически прошаренные, все-таки склонили Гагаузию к тому, что это по сути анклав Российской Федерации в Республике Молдова, помимо Тирасполя. То есть русские по сути подменили гагаузскую идею своей, рассказали нам, что они самые лучшие наши друзья, абсолютно, они наши защитники,
почему-то первые экономические партнеры, мне хоть кто-то может показать вообще, в чем мы с ними сотрудничаем, не суть. Но люди в этом особенно уверены. Что Россия является главным экономическим партнером Главный Гагаузии? экономический, политический, вообще вот просто, ну, по сути, свет в конце туннеля. Вот. И как бы сложно тут уже говорить о какой-то гагаузской идее, когда ты защищаешь, по сути, русский мир. Ну, как можно, защищая русский мир, говорить о гагаузской идее? Это как понять это? Ну, я не понимаю, это взаимоисключающая вещь. А взаимоисключающие в первую очередь почему? Ну, в первую очередь потому, что у гагаузов какая есть хорошая песня, да, лишь бы не было войны. А вся история России — это войны и захваты чужих территорий. Соответственно, если кто-то хочет помочь России расширяться, ну, как бы, пожалуйста. Но я считаю, что это не гагаузское дело и не гагаузская прерогатива. Но если говорить о главных экономических партнерах, о Российской Федерации как о главном экономическом партнере, то об этом говорили и Михаил Формузал, последние Это вышканы, ложь. и Ирина Влах, и помним обещанных 11 заводов, не только мы, вся Гагаузия это знает, помнит. Не говорим про аэропорт, потому что уже дважды обещанный аэропорт никогда не будет построен в Гагаузии, это смешно и глупо. Но и построить там дом торговый обещала Ирина Влах в Москве, и что вся наша продукция, которая здесь производится, которая не нужна для потребления в Гагаузии, ну, то есть излишки вот эти, да, хорошие, качественные продукции, они все будут по дорогой цене продаваться там, и тогда экономически мы, автономия, станем самодостаточными. Это же сейчас не мои выдумки, это обещание многих, как минимум 2 башканов Вы все правильно говорите. Просто вопрос по итогу этого всего. Ну что, ребята, помогли ваши русские? Как дела? С заводами, аэропортами? Ну, нет. Вот все. Но на нет и сюда нет. Но все-таки еще одна ваша цитата в этом же ключе. Вы говорите о том, что в Гагаузии мы живем жизнью другой страны. Абсолютно. Мы живем языком другой страны, культурой другой страны. Вы задаете вопрос, о каком развитии может идти речь? А мне хочется заменить ваш вот этот последний вопрос другим вопросом. А какого поведения от такого региона ожидает страна? Страна. Я не знаю, какого... Я вообще насчет страны, у меня тоже большие вопросы к Кишиневу, к центру, как он этот балаган здесь вообще допускает и допустил, и как он медленно просыпается, это просто... Ну, ваше мнение об этом тоже интересно. Да, я, то есть, не буду, скажем, и не хочу ни на кого только вину, да, перекладывать. Это очень комплексная вина и очень комплексная проблема, в котором в том числе виноват Кишинев. А возвращаясь к вашему вопросу, утерял суть. Но то поведение, которое сегодня демонстрирует Камрад, ну, от нас же, от нашего региона ожидают какого-то другого поведения в контексте во многом, всех происходящих событий. Да, во многом их ожидания, их невыполненные ожидания от нас, если они были, это их же вина, Кишинева. Если говорить, что я конкретно ожидаю от региона, да, я не буду там говорить, что они ожидают, хотя предполагаю. Если я говорю, то я ожидаю Гагаузию как мост между Молдовой, ЕС и тюркским миром. Вот и все. Мы должны с молдаванами вот так. Мы со всей страной вот так должны. А почему мы не так? так? Мы вот так вот делаем. А почему? Это не мы, мы с вами, я думаю, что большинство Но автономия жителей... имеет статус, есть власти, которые представляют Вот, если автономию. говорить о властях, то ведь автономия, по сути, это уже политический проект, никакой он не культурный и не языковой. Да? Но задумывался он в первую очередь как языковой, Абсолютно. культурный, с Но особыми его подменили. политическими возможностями. Да. Его подменила я лично, мое глубокое убеждение, это Москва в начале 90-х, на свою русскую идею. Соответственно, им, Москве, абсолютно неинтересно развитие здесь никакого ни языка, ни культуры. Зачем? Наоборот, нужно укоренять здесь русский язык, чтобы потом можно было нас спасать ракетами и бомбами. Ну, типа, нас же молдаване уничтожают, что они там с нами делают, запрещают говорить нам. Вот посмотрите, я вот сейчас только что 2 молдавана меня отлупили, когда я сюда зашел, услышали, как я говорил по-гагаузски, представляете? Да. Кошмар какой. Сразу заметим, что это шутка, потому что сейчас Кирилл, очень кто-то интересная мысль. перестроит. Вы говорите о том, что в Гагаузии есть власти. На сегодняшний день в Гагаузии есть прогагаузские власти? Нет, конечно нет, о чем речь вообще? Какие прогагаузские власти? Вам действительно смешно? И у меня это истерика уже. Я на таблетках давно, когда говорю про Гагаузию. Это страшно, я тоже шучу, если что. А что вызывает самый большой страх, когда вы говорите, это страшно? Это страшно Власть в автономии. перспективе.
Это страшно в перспективе, потому что сегодня уже это превратилось, я не знаю во что, эти мама гагаузского народа, Евгения Гуцулова. Я просто слышал такое. Там на митинге, это финиш. На митинге в Кишиневе? И не только здесь тоже. Мама, короче, гагаузского народа, стоят бабушки, которые... Ну, давайте начнем с того, что не только она, как башкан Гагаузии, воспринималась как мама. Да, там никому дела Был нет. еще другой до башкан, Гагаузии. который тоже претендовал на этот статус мамы или назывался мамой гагаузского народа. Не знаю, я помню, было... Не важно, важно то, что чего-то нет в нашем гагаузском царстве, потому что что-то не клеится, и поэтому мы не можем ни Кишиневу, то бишь стране, сказать, как мы хотим эту гагаузскую автономию видеть, развивать. Почему? Потому что самый главный инструмент, который должен был быть бы у гагаузской автономии, у той гагаузской автономии, которую в 1994 году правительство, парламент Республики Молдова принял закон, и гагаузская автономия стала жить своей жизнью, все-таки главным инструментом должен был быть язык. Конечно. Культура, а потом и, да, естественно, Бутемель. безусловно, и политические. Ама, бутемель, йог, этой основы нет. И поэтому рушится все. Ну, Полностью наверное, согласен, мне трудно что-то добавить, да. Да, но мы Наверное, не можем ничего изменить, тут надо сказать, что, а кто выбирает Меняем. нашу элиту? Вот разговариваем, Кто показываем, выбирает? меняем, Да, мы что-то. надеемся только на то, что люди, которые слушают эти мысли, эти обсуждения, дискуссии, будут проходить какие-то трансформации не только у тех людей, которые обсуждают эти вопросы, но и у тех, кто следят за этими вопросами. Кстати, друзья, мы вас всегда призываем к тому, чтобы вы комментировали активно наши дискуссии. Мы слышим, читаем, что вы пишете. Мы читаем абсолютно все комментарии. И, безусловно, некоторые темы или некоторых гостей мы приглашаем, конечно же, по вашим предложениям. Ну и здесь же можно обратить к вам просьбу, если есть какие-то темы, которые мы, на ваш взгляд, должны поднять и обсудить или здесь. гости, которые хотели бы увидеть в Да. нашей студии. Да, вы нам об этом пишите, мы попробуем ваше предложение здесь, за этим столом дискуссионным обсудить. Давайте продолжим дальше наш разговор и перейдем непосредственно к политике, потому что мы плавно к этому и перешли, да? И коль скоро мы говорили о башканах, в разные периоды руководящих автономией. Вот сейчас мы знаем, что Гуцул получила срок, и можно узнать вашу точку зрения вот на это. Очень много разных мнений, да? Мы видим митинги протестов, где жители автономии говорят, что это совершенно несправедливое решение суда. Хотя надо с осторожностью, мое личное мнение, с осторожностью высказывать подобные мысли, потому что никто из нас не является судебной инстанцией, а если мы хотим, то такое сказать, да, что это несправедливое решение, как минимум надо ознакомиться со всеми решениями суда, мотивировочной частью, Конечно. для того, чтобы утверждать на митинге, громко говорить и таким образом дезинформировать и кого-то еще, кто Конечно. слушает или смотрит. Хотим узнать ваше мнение, как вы восприняли эту информацию? Вы знаете, я тоже не входил в состав судейской коллегии, которая выносила это решение, но в целом я рад. А чему? Тому, что преступник, один из схемы преступной, уже на нарах, хотя еще не определено точно, есть еще апелляция. Будем ожидать того, что это останется в силе. А те, кто говорят справедливо, несправедливо, хорошо, что меня мнение этих продажных практически всех людей вообще никогда не интересовало, мне вообще без разницы. То есть я знаю, кто туда приходит, и более того, я знаю лично людей, и не одних, я знаю семьи, которые принимали участие и в голосовании, в голосовании больше знаю, в протестах только одних знаю. За деньги, пожалуйста, за Гуцул. Второе, я не признавал и никогда не признаю Гуцул башканом. Это не до башкан, и это вообще смешно. Это мало того, что эту Гагаузию вообще растоптали по всем фронтам. Я имею в виду то, что мы сейчас обсудили, да, все проблемы Гагаузии. Так мало этого, у нас еще и вместо башкана. Что это вообще такое? Ну вот, как быть с тем, что это люди избрали, такое? неважно. Это не люди избрали, это просто сюда
торба денег зашла. Ну, И- это и- был и технологический шла. проект, да? Да. но Он это сработал. Он сработал, и мы видим, что поддержка, она сегодня существует, и существует, ну, возможно, потому что... Ну, ее становится меньше и меньше. Да, но возможно, она Поддержки. существует на сегодняшний день, потому что люди продолжают получать эту поддержку от Шора, получают ее пенсионеры, получают ее бюджетники, получают сторонники, симпатизанты и так далее. И все это вот в общей сложности и сформировало ту ГУЦУ, которую сегодня предъявляют гагаузскому народу, предъявляют Кишиневу, и говорят они как о лидере. Ну, давайте представим, что завтра нет никаких выплат никому. Сохранится ли вот такое отношение к ГУЦУ? Да нет, конечно. Конечно нет. И я уверен, что есть какие-то повернутые особенно там люди на ней, да, ради бога, но это самые... Это когда незначительная часть электората, скажем. Да это и электоратом назвать нельзя. Как, можно назвать электоратом людей, которым дали деньги, и они проголосовали за кого-то? Это электорат? Но я Вообще, думаю, что... терминология применима ли вообще? Я даже не знаю. Я не знаю, я не возьмусь на себя такую смелость утверждать, потому что здесь нужны какие-то юридические навыки для того, чтобы правильно назвать, но однозначно я согласна с вами в том, что люди, когда сделали этот свой гражданский долг за деньги, Да. Ну, гражданский долг за деньги уже не очень. Уже не гражданский очень. долг, но выбор это гражданский долг каждого, кто проживает в этой стране. Ну хорошо, гражданский долг за деньги. За Окей, у нас в деньги. Гагаузии уже все можно. У нас все можно. У нас маникюрщицы, башканы, у нас управляют научными центрами люди, которые не говорят на гагаузском. И у нас башканы, которые за Россию живут в ЕС. И у нас все можно. Но у нас же есть люди, которые говорят о себе как о людях думающих, занимают пост какой-то Говорят там о в себе. народном собрании Гагаузии, исполкоме, и они спокойно стоят за этой фигурой и говорят, что да, это человек, всем за хорошо. которым мы идем, Не да, уверен, это что им человек. очень хорошо, но может только финансовая часть, но я думаю, что они немножко испытывают некие моральные страдания. Но, знаете, их моральные страдания не сказываются на качестве жизни моей автономии. А это да. Они сказываются но в Согласен. отрицательном. В отрицательном, да, Тут сказываются нечем крыть. на качестве, 100%. на улучшении, да. Вы знаете, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, друзья, мне кажется, что вот, ну, электоральный подкуп, выполнение своего гражданского долга на выборах за деньги, можно ли это назвать электорат голосовал? То есть электорат это, конечно, люди, которые понимают, Идейно. кого я выбираю, для чего я выбираю, что я от него буду ожидать, соответствует ли он по своим способностям, жизненный опыт позволит ли этому человеку ту или иную должность занимать достаточно ответственно, чтобы моя жизнь как гражданина, который пришел и проголосовал за этого человека, чтобы моя жизнь становилась лучше, чтобы я своим решением не сделала хуже моим детям и внукам, потому что они это будущее этой страны. Выбирая парламент, он работает 4 года, Народное собрание работает 4 года. Президенты, вот эта сменяемость власти, она же на ответственности народа. А если народ голосует сегодня, вот как мы, ну, это очевидно в нашей стране, потому что электоральный подкуп это самая главная теперь точка, над которой борется правоохранительная система. И очень жаль, что правоохранительная система и судебная система долгие годы в Молдове были и еще остаются коррумпированными, судя по всему, потому что нет такой яркой и активной борьбы, которая бы дала результаты, и люди Абсолютно поняли бы. Но здесь, как говорят многие политологи, но здесь же вот с двух сторон надо подходить. Первые граждане должны понимать, кого мы выбираем и что я делаю тогда, когда я голосую. 400 лей – это просто то, что ты взял в момент, когда ты пошел голосовать. 500. Но даже если 1,5, ну мы знаем и другие цифры, я взяла просто самую низкую. Я понимаю, что даже 400 лей – это большие деньги. Но смотрите, ведь те проблемы, которые мы сейчас обсуждаем, ведь они родились в нашей Гагаузии, такой башкан некомпетентный. И такой исполком, о котором тоже говорят немногие, но говорят депутаты Народного собрания Гагаузии, что такого некомпетентного исполнительного комитета или исполнительного комитета, который вот так плохо бы работал, потому что нет абсолютно никаких успехов ни в финансах, ни в экономике, ни в разных других областях. Как мы до этого дошли? А мы до этого довели сами себя. 100%. И вот если мы Здесь сейчас... уже вины Кишинева нет. Ни в коем случае. Я когда вспоминаю про вину Кишинева, я всегда говорю, что это не Кишинев вина, а мы все виноваты. Даже наши взаимосвязи. Все было очень плохо. Все Когда это вы время. говорите, мы виноваты, давайте зададимся вопросом. Мы слышим с вами
что кто-то из гагаузских чиновников назвал бы и сказал бы: вы знаете, а вот это наша вина, давайте мы как гагаузское общество, как представители власти начнем работать над этой проблемой. Ну давайте скажем вот за это них. признание. Давайте начнем мы говорить тогда. Но я не знаю. кроме Александра Тарнавского, который способен и это делает, Нет, если говорит они... о том, что в чем вина Народного собрания Гагаузии, в чем вина депутатов, а в чем вина Кишинева исполкома, то других голосов уже не слышно, собственно говоря, Ну вот критичных. Пару тысяч, надеюсь, вот услышат, и в том числе, если они говорят, что они говорят, что они не виноваты, что Ну, типа... во всем виноват Кишинев, как минимум. Во всем то, виноват? что Ну, он не Вот дает если- возможности региону развиваться. Каким образом? Я хочу узнать, каким Ну, образом. урезаны полномочия, Урезаны, да. забрали Что значит налоговую, урезаны забрали полномочия? еще Так. что-то. Получается, что Фалежский район, Бричанский район, Кагульский район тоже не может развиваться. У них вообще нет башкана, народных собраний, и что-то они там живут как-то. Плюс они еще и язык свой не потеряли, а болгары вообще какие молодцы в Тараклии. Что у них есть? Автономия, у них есть научный А центр. в чем они молодцы? Да в том, что они говорят дома друг с другом на Ну, болгарском, и молодцы в том плане, что молодежь намного больше знает болгарский и использует ее, чем гагаузы. Ну, тут надо сказать, что большие молодцы и ромы, у которых нет ни автономии, у них нет возможности ситуация намного похуже. меньше, но они тоже раздроблены. говорят, дети Да, они ромов говорят. говорят на Говорят? ромском языке. Конечно, Да. круто. В семьях ромы говорят на ромском. Мы говорили с вами о том, что приговор Гуцул вынесен. Мы знаем, какая реакция была здесь, какая реакция была, а может быть мы и не знаем, потому что российские СМИ говорят о том, что здесь буря эмоций, буря протестов. Давайте послушаем, как об этом говорят российские СМИ, и посмотрим Может, не надо? на реальную ситуацию. Российские медиа единогласно называют обвинения безосновательными. Рассказывают о массовых протестах, якобы вспыхнувших в Молдове после приговора суда. В Молдавии нарастает волна возмущения после приговора Евгении Гуцул. После оглашения вердикта в центре молдавской столицы начались беспорядки. Многие тысячи собрались у суда, и сегодня Речь идет уже о прямой, социальном взрыве, о возможном бунте, назовем вещи своими именами. Это ложь. Бунта в Молдове нет. Тысячи людей в защиту Гуцул не вышли. Это видно даже на кадрах, которые распространяет кремлевская пропаганда. В Гагаузии мы бунта не видим. Может быть, вы живете в Кишиневе и там наблюдаете такие события? Вас сейчас обвинят в том, что вы не хотите видеть протесты, которые были и в Кишиневе, Елена Федоровна, и в Гагаузии. Они тоже Пусть, были, эти нет, протесты. пусть меня обвиняют, это меня Протесты не были, беспокоит. бунтов не было. Устроить такое. Протесты были, Калканты olmadı. А зачем что рисовать такое такую бунт? картину? А давайте вы, что такое бунт? Ну, Что бунт имелось это в прям виду? совсем, это уже Это когда прям весь народ поднимает должен уже, быть. да, весь народ поднимает на вилы. То есть это скажем. не что-то искусственное? У да. нас, мне Не, кажется, что в ну- Камрате это была какая-то вялая имитация протестов. Так она везде вялая. А как можно прям от души кричать за 500 лей? Ну, Хорошо, хотя а бы давайте 1000. посмотрим, а почему же не выходит больше людей, Елена Федоровна? Ведь люди же, их же больше тех, которые получают деньги. Почему люди не выходят на протесты? Мы об этом говорили часто с вами, и вот вы знаете, какой вопрос возникает? Эти деньги, да, получали пенсионеры, и мы знаем, что пенсии не очень высокие в Молдове. Да. Эти деньги получают и представители педагогического сообщества, медицины и Здравоохранения. так далее, здравоохранения, у которых заработные платы составляют 10 тысяч и выше, 15, 20. У нас здесь в студии была министр И 30, и здравоохранения, она говорила, что это может быть и 30, и 40 тысяч. И вот и такие люди тоже получают по 2000. И потом, когда приходит время голосовать, они голосуют не за идеи и интересы государства, которое предоставляет им такую возможность получать сегодня 10, 20, 30, 40 тысяч леев заработной платы, а они будут голосовать за идеи, которые продвигает человек, За 2000. который выплачивает им 2000, выплачивает сейчас, непонятно, что будет завтра, и непонятно с какой целью. Цель, конечно, понятна тому, кто эти деньги выплачивает. Как это объяснить? Печальная картина, Елена. Да, это очень печальная картина. Видишь, мы начали с плохой мины с начала передачи, так что все идет, скажем, своим чередом. Значит, как это объяснить? А как это объяснить? Я прекрасно понимаю этих людей, которые рискуют иногда и берут там и 200, и 500. Я даже не понимаю, 2500. Я даже не понимаю, что они делают. Ну, взял ты свои деньги. Пойди проголосуй за кого угодно, Господи. Зачем ты накидываешь этому человеку голоса? Вопрос очень большой. Наверное, очень
честные у нас люди, так скажем, взяли деньги и проголосовали. Но почему? Я, допустим, допускаю, что люди, которые взяли деньги, они считают нужным проголосовать за того, который им эти деньги дал. Но у меня мысль Лены Федоровны наталкивает меня на такой вопрос. Но и я, и вы, и другие люди, очень много других людей, граждан этой страны, налогоплательщики. Мы работаем, платим налоги для того, чтобы сформировать вот этот фонд социальный, который будет выплачивать пенсионерам пенсии. То есть получается, что даже тогда, когда пенсионеры получают, недостаточно высокую, но такая, какая она есть пенсия, учителя из того же фонда налогов, собранных государством, разными людьми, бизнесом, предпринимателями, которым так сложно работать, собираются эти деньги для того, чтобы зарплату выплатить всем, кто работает в государственных структурах, они вдруг предпочитают за вот эти 2000, как очень ярко, мне кажется, сказала Лена Федоровна. То есть получается, что, а если мы взбунтуемся, все те, которые пополняем этот бюджет и скажем, подождите, а давайте тогда прекратим выплачивать вот это, потому что у нас люди голосуют за того, кто своровал у этой страны, и наворованные деньги хочет привести еще раз этого человека к власти, наверное, для того, чтобы окончательно уничтожить нашу страну. Надо говорить об политическая этом. безграмотность, политическая полная безграмотность. Но также... Кирилл, вот в связи с этим возникает еще вот такой вот вопрос. Так. Получается, что ежемесячно выплаты получает армия людей в стране, так? Выплаты что, бюджетные. Какие Нет, выплаты? нет, я имею в виду от Шора. Ага. Вот эти выплаты целая армия людей От получает Банка в стране. России. Да. Есть поддержка людей, которые выходят на митинги. А почему тогда возникла необходимость Шору выступить с идеей, что будут выплачивать $3000, кто будет дальше участвовать в каких-то митингах? Почему? Казалось бы, почему люди не выходят? Такая ставка, такой приманки. Уже 3000. чуть-чуть пострашнее стало, потому что если власти центральные были до этого более вялые, аморфные, сейчас уже чуть-чуть вроде что-то начали двигаться. То есть Хорошо. это страх? У людей страх, и тут Мне появилась кажется, да. необходимость... Типа раньше платили, и ты никакой ответственности за это не нес, по сути. Сейчас ты можешь уже присесть, поэтому... Хорошо, вот такой элемент. Шор объявляет о том, что $3000 это, мы же живем в гагаузском сообществе, и мы чувствуем, как люди на это реагируют. Кто-то вдохновился, кто-то по-прежнему боится, и даже посты, которые делали ярые сторонники Шора здесь, уже они не получают ни лайков, ни репостов, потому что кому-то стало страшновато репостить и таким образом подтверждать, что он тоже поддерживает такую вот идею, сборы протестов и позицию Шора поддерживать. То есть $3000 человек объявляет, говорит о том, что если кто-то выйдет, то вы будете получать. Есть какое-то вдохновление какое-то у людей, которые готовы были к этому присоединиться. Потом правоохранительные органы Молдовы сделали несколько четких и ясных заявлений с ясными посылами, что если вы будете участвовать, вы должны знать, что это незаконно, это недопустимо, мы будем пресекать. И таким образом выходит сторонник Шора, бывший, можем попросить, чтобы, если можно, чтобы режиссер выдал на экран скрин, где бывший представитель Аргеевского района, председатель, наверное, Аргеевского района обращается, просит не выходить на митинги, не знаю, если мы сможем почитать, бывший председатель Аргеевского района Дина Цуркану, избранный от партии Шор, призвал жителей страны не выходить на бессрочный протест, анонсированный беглым олигархом Илоном Шором. То есть сам Шор говорит, выходите. Его соратник говорит, не выходите. Посыпались чуть-чуть, это хорошо. Посыпались? Или здесь что-то другое? Не знаю, мне кажется, то, что они посыпались однозначно, потому что уже условия значительно поменялись, скажем, с первых их выкрутасов. Теперь за это можно серьезно и надолго уехать, как мы видим по нашему недобашкам. Смотрите, как можно поверить в то, что $3000 может кому-то перечислять за месяц Шор, если с этим есть большие проблемы? Это можно, это технически не так уж сложно сюда перечислять небольшие деньги. Так нас интересовал больше вот этот момент, так они все-таки хотели организовать этот митинг протеста или нет? Один говорит, выходите, мы оплатим, другой говорит, да не выходите, это очень опасно, может быть и кровопролитие, не знаю что.
А сегодня, вот мы как раз беседуем с вами сегодня, когда уже состоялся какой-то митинг, и если можно, опять же, эти кадры, как мы поняли, у вокзала, кадры да? есть, Вроде железнодорожный вокзал, там прямо на перроне, утром, еще задолго до объявленного времени, вот собрались, ну, скажем, было не так многолюдно, 1,5 десятка человек, они собрались, в основном это очень молодые люди, которые, То есть уже не мы бабушки, здесь их видим, да, бабушек нет, вот мы видим здесь, это молодые люди, которые пришли, которые, наверное, надеялись, я не знаю, или очень яро поддерживают то, о чем говорит Шоры, или надеялись на те $3000 обещанных Шором. Вот они пришли, но их попросили уйти, потому что акция не санкционирована. То есть они не получили разрешения на то, чтобы эту акцию проводить здесь. Ну да, это уже, по-моему, он уже оставил старых людей в покое и начал. Ну, потому что то, тетушек что он брать. задумал Но, может быть, сейчас, люди не захотели ну, выходить пожилые возможно, люди. и так. Ну, то, что, да, скорее всего, конечно, это сложновато для пожилых. Окей, тогда говорит ли это о том, что силенок или поддержки у Шоры становится меньше? Мне кажется, что они сыпятся. Я вижу так. Но мне кажется другое. То есть, если не выходят на митинги, на протесты, это не означает, что за кандидатов от Шоры или за какие-то шоровские блоки, я не знаю, если они сохранятся, вроде как их не допускают к выборам, что за них будут голосовать, и что в Гагаузии будет поддержка Шоры. То есть, даже если запрещены митинги, даже если правоохранительные органы налагают штрафы и прочее, все равно тихо, но электорат может протестно проголосовать за того, кто им давал денег. Я знаю одну семью, это очень конкретный пример, которые получали 8 тысяч леев в месяц, потому что столько человек в доме, которые подпадали под ту категорию, которым раздавал Шор вот эти деньги через приложение ПСБ. И эти люди, конечно, очень обозлены на ситуацию, которая создается в Молдове, когда правоохранительные органы мешают получать Но эти представьте, деньги. какая мысль, наверное, грела кого-то, что мы можем заработать вот столько, эти власти мешают нам эти деньги заработать. То есть кому-то нужна неподкупная выборная кампания. Что это такое вообще? То есть людей это будет раздражать. И когда вы говорите, они сыпятся, сложно с вами не согласиться, потому что это очевидно, иначе на протесте 16 августа было бы очень-очень много людей, как обещал сам... Я его политиком, кстати, не называю. Сделаю уточнение. Этого самого Шора я не называю политиком. Это сбежавший и осужденный для меня. Это сбежавший из страны, осужденный на 15 лет человек, который украл у нашей страны миллиард Но мне долларов, кажется, да. о нем нужно говорить как об аферисте. Как об аферисте. Потому что, Больше посмотрите на подходит, эти да. $3000, которые он объявил. Первый же день было сказано, что вы будете получать эту сумму денег. Потом, каким образом он трактует эти $3000? По поводу спекуляций, что мы платим деньги за протест, скажу одно. Шулер. Никому ничего за протесты мы не платим. Мы компенсируем людям ту зарплату, которую они не получат, придя отстаивать свое будущее. То есть он... Вот смотрите, в отличие от ПАС, мы хотим, чтобы молдаване жили достойно и благополучно. Можем ли мы верить человеку, который участвовал в крупной афере, за это... Наши судебные органы приговорили его к 15 годам лишения свободы. И вот эта вся афера, она обернулась против каждого, кто сегодня живет в Молдове, против даже тех, кто уехал, потому что 100%. оказались в этой ситуации в стране. Могут ли люди сегодня верить ему, доверять свою судьбу и свое будущее? Ну, как мы видим, некоторые наши люди могут. Но я могу сказать только одно, да, там, если не углубляться совсем в негатив, что большинство людей у нас, даже у нас в Гагаузии, конечно, не верят ему, естественно. И если мы вспомним, сколько процентов голосов общих от всех гагаузов было отдано за... Гуцул? Типа за Когда Гуцул, за Шора. Башканом избиралось. Да, сколько, 30? 27. 27%, из которых... 27 тысяч это не процентов. А сколько процентов? Я не помню вообще, цифру у нас точно. сколько сейчас Около... проживает в второй тур, Гагаузии? поэтому 50+1. 130-140 тысяч Там- человек проживает, но да, избиратели, конечно. Конечно, смотрите, из этого процента огромное количество людей было подкуплено. Также из этого процента огромное количество людей голосовали как протест против ПАС, потому что и СПАС любой уважающий себя политик Гагаузии должен сделать демона, там вообще босса предпоследнего уровня, самый жесткий и злой вообще человек, и люди это в ПАС. И поэтому люди как бы по сути протестно проголосовали в том числе. То Вот. есть
Вы говорите демона из ПАС, а ваше отношение, ваша оценка к партии ПАС, которая правила в стране, ну, Моя оценка партии ПАС неудовлетворительна. Явно они не демоны, и явно это не олигархическая партия, что меня заставило на первом поддержать вот Майю Санду. Я нигде и никого не призываю ни за кого голосовать, ни в коем случае. Я рассказываю, что делал я. Именно то, что мне нравилось в ПАС, что там нету жестких олигархов, у них нету жестких каких-то там, не было на тот момент, коррупционных вопросов. Но сегодня я понимаю, что я не могу доверять и партии ПАС в том числе, но я ни в коем случае не делаю из них демонов, типа вот посмотрите, они идут убивать гагаузов, срочно голосуем за Шора. Это такая дуристика, что это по сути оборачивается еще хуже против нас. Вот так. Вот так. Вот так. То есть работа ПАС неудовлетворительна. Вот какой что ПАС сделала неверно по отношению к Гагаузии? Так она ничего не сделала. По отношению к Гагаузии? Ничего не сделала. Абсолютно ничего. Ни хорошего, ни плохого. Абсолютно ничего. Как же я могу то есть их оценивать как-то? Ничего не сделано. Вот и все. 0 оцениваем в 0. Давайте поговорим, что сделало Народное собрание Гагаузии. Народное собрание, ну вы, конечно, меня прям совсем сейчас на лопатки. После ПАС сразу, да, согласен. Вас это обрадовало или огорчило? Конечно, меня это огорчило. У меня истерический смех. Предложение рассуждать об НСГ. Давайте. Может, не надо? Давайте, все же надо. Ну, почему? Потому что, седьмой созыв завершил практически. Ну, слушайте, мне очень понравились законопроекты, очень важные большинства наших гагаузских депутатов. Шикарные просто, привели к процветанию нашей Гагаузии. Даже не могу на пальцах перечислить, сколько их много было, по-моему, 0. Но это ирония, понятно. А если серьезно? Да, что о них серьезно говорить? О чем о них серьезно говорить? Я не понимаю, что они там делают вообще? Алло, Народное собрание. История, это что? Что вы такое делаете история? Вообще? Законотворческий орган, который что делает вообще? Что? Ну что делает? Давайте я вам помогу. Ну, давайте я вам помогу. Первое. Ездят в Москву. Ездят в Москву, да. Ну, видите, а вы говорите, ничего не делают. Ну, в Израиль сначала. В Израиль съездили, потом в Москву съездили. Приняли решение о прекращении деятельности рабочей группы, которая была своеобразной... Да. Парламентской группе, которая была между НСГ и парламентом. Распустили ЦИК. Распустили ЦИК. Дальше, что они еще сделали? Можно рекомендовать? Да. Они приняли закон в начале своего мандата о том, что выборы в Народное собрание Гагаузии будут проведены в первое воскресенье после окончания их мандата. Так. И теперь сами же пытаются оттянуть эту дату всеми возможными и невозможными. Но сами приняли закон, вы понимаете? То есть это вообще... А вы говорите, ничего не сделали. То есть сделать и сделать плохо, это тоже означает сделать, и это тоже надо обличать, чтобы люди понимали, что законодательный орган, который должен был принимать законы, обеспечить контроль реализации всех законов, и третье, не нарушать эти законы, как минимум сам состав Народного собрания Гагаузии, сами депутаты не могут нарушать свои законы, не должны. Это не то, что дурной пример, это должно было подлежать осуждению. А вот закон, о котором говорит Ирина Федоровна, они нарушают свои законы. Нонсенс еще в том, что Народное собрание Гагаузии, законодательный орган автономии, нарушает свои законы, нарушает Конституцию. Вот резолюция, которая была принята на прошлом заседании. Давайте вот обсудим два момента. Народное собрание Гагаузии после вынесения приговора Гуцул проводит заседание Народного собрания Гагаузии, где принимает резолюцию, в которой говорит о том, что не согласны с решением суда. Проходит всего лишь неделя. Вот буквально 15 августа вновь проходит заседание Народного собрания Гагаузии, и на этом заседании Народного собрания Гагаузии никто не говорит ни о резолюции, ни о приговоре Гуцул. Как это объяснить? Кстати, да, вот интересно, а почему, это же команда Шора, почему они, во-первых, вот как вы думаете, почему они настоятельно не делали что-то, коли они там большая сила в Народном собрании Гагаузии, депутат, не делали что-то для того, чтобы их голос в защиту Гуцул, хотя Гуцул, мы все понимаем, уже все знают, что судили не за то, что она башкан Гагаузии, а ее судили за те действия, которые она как гражданин в нарушении норм и законов делала до своего башканства. Почему все же господа из Народного собрания Гагаузии не отстаивали право
защитить Гуцулы, не защищали ее? Как вы думаете? Это вот, наверное, это касается того же вопроса, что мы говорили про электорат. А можно ли называть электоратом людей, которые за деньги? То же самое я хочу спросить, а можно называть это людьми какой-то фракции, скажем, Шора, если они, скорее всего, находятся под денежным влиянием его? И, соответственно, какой у них есть, скажем, ну... Их поведение искусственно. И... Абсолютно. То есть у них нету искренних чаяний. И это второй раз, даже уже, наверное, третий, четвертый уже, сколько раз мы задели эту тему, подтверждает то, что Гуцул в Гагаузии не поддерживается большей частью общества, и она не поддерживается и в народном собрании. Неужели люди там не видят и не понимают, что, извините, но это не очень грамотный даже человек, он просто читать не умеет. И я думаю, что они, наверное, во избежание своих каких-то еще больше репутационных рисков просто не ввязываются. Мне кажется, что уже про репутацию и говорить не приходится. Давайте... Наверное, да. Хотя у нас нету... Вот давайте остановимся чуть на этой теме. Насчет репутации и насчет, в том числе, политиков наших. У нас нет института репутации. Нету его. Человек может сегодня сказать, что я за Европейский Союз, через 2 года я за Таможенный союз, через еще 2 года он скажет, я вообще там, я не знаю, за объединение с Румынией, ну не знаю, допустим. И никто не вспомнит, и никто ему пальцем не покажет из простых людей. Из простых людей, это очень важно, простые люди должны ставить их на место. А у нас люди как будто забывают, что говорил этот человек год назад, то есть института политической репутации у нас просто нет, поэтому они делают, что хотят. Но смотрите, на мой взгляд, пока политическая ложь преобладает в речах тех, которые выходят к людям и получают их доверие, очень сложно будет нам выстроить какую-то более или менее правильную структуру жизни гагаузской автономии, потому что, присоединяясь к вашей мысли, пока люди, которые избирают, не начнут наказывать тех, кого они избирали за то, что невыполнены обещания, что обещания остались невыполненными, и у нас нет ни аэропорта, ни того, ни того, ни того, ни того. И дешевый газ, кстати, обещала не только Ирина Влах, обещала Михаил Формузал. Да. И даже я помню, какая-то предвыборная кампания Формузала, когда чуть ли не трубу какую-то там через Стома, я не знаю откуда, уже проводили какую-то трубу. То есть все наши люди принимают как за чистую монету, потому что считают, что ну невозможно так врать. Ну, Стефана Гагаузы, как говорят, бир ялан биндору geçermiş. И вот у нас политики живут по этому лекалу. Кирилл, предлагаю глоток нашего чая, потому что сейчас мы подготовим и себя, и вас, и наших зрителей. Друзья, мы хотим сейчас перейти к рубрике, которая у нас называется «Люди говорят, что». И мы, Елена Карамит и Екатерина Жекова, здесь проект «Единомышленники», с нами Кирилл Железов и короткие вопросы с короткими ответами гостя. Люди говорят, что... Люди говорят, что автономии нужна полная перезагрузка. Абсолютно согласен с этим. Единственное, что, признаюсь, я не совсем понимаю всех механизмов, как это можно сделать, но, наверное, для начала надо вывести из власти, в принципе, структуру автономии и создавать какие-то альтернативные, чтобы Кишинев общался, вот стоит народное собрание, стоит Дашкан, вот Кишинев должен вот так их обходить и обращаться напрямую все-таки с населением. Чуть-чуть больше Кишинева здесь нужно, вот так я думаю. Люди говорят, что политики дискредитировали Гагаузию. Абсолютно верно. И возвращаясь к вашим словам, я не всех могу назвать политиками. Вот. Люди говорят, что схемы Шора уничтожили репутацию автономии. Ну, конечно. Не знаю, да, конечно, да. Это мы обсудили сполна, естественно, уничтожил. Люди говорят, что политики, работающие в связке с Шором, создают гагаузам имидж сепаратистов. 100%. Это могу сказать, как я вам уже сказал, что на 2, по сути, дома живу. И в свете последних событий доходит до того, что когда я говорю людям, что я гагауз, я сначала полчаса оправдываюсь, что нет, и только потом уже. Да, конечно, мы видим, что гагаузы вообще не выиграют от того, что здесь происходит. Мы не выиграем ни здесь, ни в Молдове, ни за пределами нашей страны.
Всё. Причем я хочу вам сказать, что в Кишиневе очень лояльно относятся к... Я бываю в Кишиневе в последнее время часто. Люди легко переходят на русский язык. Нет никакой агрессии, нет никаких явлений тех, которые пытаются навязать нам, жителям Гагаузии, тем, кто не выезжает за пределы своего населенного пункта и нашей автономии. Я То есть этого абсолютно нет. полностью с вами согласен. Хочу, да, к этому вернуться, потому что, опять же, на своем примере, не только на своем, на примере моих близких, мы не за сколько уже, наверное, около 10 лет, я, наверное, один раз всего лишь столкнулся с тем, что у нас, как любят у нас вот эти про говори по-румынски, лимба дестат, типа там все требуют. Я только один раз это видел, и то это было не со мной, а с человеком передо мной в очереди там на кассу. Но это наш минус, что мы не знаем румынский язык. Все-таки Конечно. я хочу сказать Вопрос. об этом. Вот сейчас я докончу мысль свою. Как это все интересно произошло, просто вывод какой из этого. То есть он там говорил, что и с ним по-румынски, он агрессивно пытался, чтобы с ним по-русски говорили. То есть он не просил, пожалуйста, извините, я не понимаю ваш язык. По-русски можно? Вот, то есть, ну, как это? То есть это нормально? Значит, молдаванин не может нам сказать «Барок фрумос» или «Лимба дестат», да? А мы можем сказать по-русски, да чуть гагаузы, по-русски с нами надо разговаривать. Окей, он ушел, конфликт закончился, я подошел, и я ей сказал по-русски, не по-румынски. Я говорю, я прошу прощения, а мне можно с вами по-русски говорить? Она рассмеялась, говорит, да. Люди говорят, что арест Гуцул показывает, что правосудие в Молдове заработало. Нет, это как бы такая жемчужинка в стоге нечистот. Возможно, и заработал, но что-то пока... Нет, ну стало лучше, возможно, чуть-чуть, чем было. Какая-то хотя бы надежда появилась. Ну, все еще плохо. Люди говорят, что живут бедно, и поэтому берут деньги Шора. Да, в этом я их понимаю. Я не совсем понимаю, после того, как вы взяли деньги Шора, зачем вы ходите и просто превращаетесь в его овец. Ну, взяли вы эти деньги. Но Кириллу нравится мысль «за ними Россия». За ними Россия? Но это уже не лечится, извините. Это прям вот так? Да, это тяжелейший диагноз. Русофилия головного мозга у многих наших людей. Это уже не лечится абсолютно. А простым Никак языком, вообще. чтобы людям было понятно. Простым языком, ну это то, что я говорил о том, что вы живете жизнью, вы не обнаружили, себя в Молдове за 35 лет. Как мне вас вылечить? Что мне с вами делать? Допустим, вот если меня спросят, что ты будешь, да что я с ним могу делать? Я точно, вот я посмотрю, Шор, что им в торбе дал? 2 килограмма гречки, 3 килограмма попшой. Я дам 4 и 3. Вот так я с ними буду работать. Допустим, если говорить обо мне. Это не вылечить. Надо повторять те же примитивные действия, грубо говоря, что с ними работает. Потому что там уровень социальной ответственности, уровень IQ и полная уверенность в том, что они абсолютно правы. И я не знаю, как это лечится. Если у кого-то есть илач, я буду очень рад с этими людьми пообщаться, узнать. У меня нет. Ну, это ваше мнение. Я сторонник того, чтобы воздерживаться от каких-то таких вот лечится, не лечится. Я надеюсь, что никто из зрителей, кто смотрит сейчас, это не принимает на себя, не обижается. Но сложно не согласиться с вами с той мыслью, что очень сложно убедить, когда приучены люди к мешку кукурузы, гречке, к деньгам, то словами, аргументами потом не слышится. Потому что это ощущается в кармане, а слово, оно либо будет понято, и ты это пропустишь через себя и вспомнишь, для чего эта автономия создавалась. Что ты как конкретный гражданин, повторю свою мысль, но оставляешь своим потомкам. Вот эту проданную Гагаузию, но она реально сегодня со стороны кажется, вот если смотреть, что делают власти автономии, то она продана Шору. Да, и это делали конкретные люди, имена здесь известные, в истории, безусловно, они останутся, только все это уйдет. Я, допустим, оптимист, и я переживаю и понимаю все эти сложные периоды, которые сейчас проходят в нашей стране и в автономии в том числе. У меня тоже есть очень много близких и родных, которые, к счастью, есть немало таких людей, которые, знаете, прозрели и поняли, что это была ошибка Шором.
Я очень надеюсь, что таких людей как минимум к 28 числу должно быть больше, но если даже и нет к той дате, то дальше еще будут следовать другие выборы и другие мероприятия, которые нам, гражданам, дают возможность определить будущее нашей страны. Надо, чтобы мы все-таки взвешивали, критически мыслили, оценивали и понимали, что от нашего голоса зависит то, какой будет эта страна завтра. 100%. Давайте продолжим наш разговор и будем говорить о политике. О политиках гагаузских, которые теперь уже работают на арене политической сцены. Республиканской. Да, Молдовы. Так, И давайте поговорим, вот мы, готовясь к встрече с вами, подумали с Леной Федоровной, что если посмотреть на какие-то инициативы создания политических партий в Гагаузии, такие попытки, были. Мы помним, что создавалась партия «Наш Буджак». Это партия гагаузская, в которой были гагаузы, которые в Гагаузии, здесь Валерия Неогла, Николай Стоянов, много других еще, говорили о том, как важно иметь нам, гагаузам, свою партию. Действительно очень важно. Я и считаю, что это очень важно. Но как так получается, вот то, что мы хотим вам сейчас, вопрос наш сформулировать, получается, что гагаузы всегда хотели иметь свои партии, многие годы не создавали. Последние несколько лет были созданы несколько партий. Партия регионов, начнем, она не совсем гагаузская, но все же Формузала. Потом она была продана, продана, допустим. Партия «Наш Буджак», о которой я только что сказала, она тоже, кстати, была, мы говорили продана, но потом пояснила Валерия Енеогла, что она передана Василию Тарлеву, да, будущее Молдовы. Теперь это будущее Молдовы. Дальше партия Николая Дудогла, которая была недавно создана в гагаузской автономии. Не было своего политического проекта у Ирины Влах здесь, когда она в Гагаузии работала, но появился политический проект «Сердце Молдовы». Но так или иначе это все связано с гагаузскими политиками. На ваш взгляд, почему необходимость создания гагаузских политических партий озвучивается, создается, а потом они перекочевывают на арену молдавской политической сцены, и там они находят или ищут себе свой квадратный метр на политической сцене страны? Они используют Гагаузию как трамплин для того, чтобы продвинуться в республиканскую. А слово «используют» вы случайно, извините за тавтологию, использовали? Или как? Смотрите. Используют, я на самом деле сразу в двух смыслах я говорю. Окей. То есть понятно. И в негативном, и в позитивном смысле. Но это так по факту. И я на самом деле не особо, то есть я не склонен их обвинять, то, что они там в Гагаузии начинали, потом продвинулись выше, ради бога. Нам действительно нужно какое-то представительство на уровне республиканском в том числе. Поэтому это неплохо. И второе, единственное, что я сомневаюсь о их прогагаузской позиции, я ее ни разу нигде не слышал. Единственное, вот вы сказали, сейчас создана партия Николая Дудогла. Да. Я не могу ничего сказать про нее, потому что я вообще ничего не слышал. Но не могу она комментировать. Создана, но не смогла допущена. пройти, она не допущена к этим парламентским Но выборам, она была создана недавно. Да, по остальным, что я знаю, я не знаю ни одной гагаузской партии, которая была бы прогагаузская. Это что за партии такие? Кто? Это прогагаузская партия? Но во всяком случае политик, который возглавляет эту партию, 8 лет была башканом, и ей, как никому другому, нужно знать чаяния, в том числе что она, когда региона. здесь была, она сильно занималась чаяниями региона или что? Хорошо, опять же, я там не буду ни на кого там собак спускать, но я бы хотел знать конкретно, что про Гагаузского было в программе Ирины той же Влах. Допустим, если о ней говорим. Хорошо, допустим, не будем развивать эту тему, чтобы не делать можно вот такой вот мысль? Мы говорим о том, что, то есть не будем говорить о партиях, а давайте скажем о нарративах. Вот у нас очень много партий, не только тех, которые создавались в Гагаузии, не только тех, которые возглавляем мы гагаузами, как Ирина Влах. Эти партии говорят о том, что они за суверенитет страны, за нейтралитет страны, но очень часто о том, что создаются блоки, создаются партии, их партии объявляются где-то на территории другой страны. У гагаузов есть пословица «Kurtlar ağacı içinden iyermiş». Не видите ли вы здесь какой-то аналогии? Kurtlar ağacı içinden yermiş, переведу, что черви съедают дерево изнутри. Опять же, мы не называем конкретных партий, да? Мы не называем конкретных партий здесь, Нет, чтобы конечно. не делать рекламу никому. Тогда сейчас как это обойти? Так, скажем, это
это для меня настолько удивительно. Почему не называем? Мы называем партии. То есть речь шла о том, что мы можем называть любую партию. Да, ну, чтобы мы не хотим говорить. Я понял, но чтобы это не было как промываться, я действительно тоже склоняюсь к вашей мысли, это правильно. Но это странно. Это странно, когда из других стран собираются люди, которые будут, я не знаю, лечить, как они говорят, другую страну, да, от всяких зараз разноцветных. Ну, смотрите, Кирилл, я сейчас попробую не возразить, а привести вот такой пример, который, может быть, будет служить как возразили бы жители Гагаузии. Возразили бы жители Гагаузии. Смотрите, когда политики гагаузские ездили к Шору на всякого рода там мероприятия, которые он проводил там, когда создавался блок «Победа» в Москве. Мы о Израиле так много говорили, что уже говорить не нужно. История даст оценку всем 3 ходокам, которые встречались с ними там. Я про те выезды наших политиков на создание блока «Победа». Помните? Ездили наши политики. Потом там же создаются вот такие блоки, о которых говорила сейчас Лена Федоровна. И наших жителей автономии, как минимум, не говорим о жителях страны, жители автономии это вообще не смущает. Наоборот, радует. Ну, вы меня остановили, что там лечится, не лечится, вы не хотите как бы так слышать, но это как раз таки это симптомы русофилии головного мозга. Потому что если бы они собрались, например, в Германии, у нас бы возмутились люди. Если бы они собрались в Румынии, представляете, в Бухаресте собрались и объявили партию. Ирина Влах ездила в Румынию, стала говорить на румынском языке, но люди приняли это. Нет. Но Ирина Влах говорила, кто-то принял, кто-то не принял. От нее много откололись, кстати, из-за того, что она начала называть румынский язык, как он и называется, по сути. Но смотрите, Ирина Влах говорила о том, что Молдова европейская страна и европейский курс, это правильно. То есть, опять же, разные периоды ее политической деятельности, невзирая на то, что она была 100% пророссийским кандидатом на 2 выборах, 2015-2019 год. Который умела бенефицировать и с других сторон. Да. То людям не мешает, что сегодня политики говорят одно, потом другое. И вот этот карышмалык, я не знаю, как на русском языке наш красивый, сочный гагаузский язык, очень переполох, да? Вот этот переполох, который создают политики для наших избирателей, но разобраться действительно очень сложно, но очевидные вещи, они настолько на поверхности. Так хотя бы в очевидных разбирайтесь, так мы о них и говорим, да. То есть никого не смущает, что эти партии создаются там, блоки там, ездили туда, ничего не подписывали, кучу соглашений, от этих соглашений никакого толку гагаузской экономики, я не знаю, там. И одновременно с этим говорим о суверенитете и нейтралитете страны. Не стыкуется одно с другим? Абсолютно не стыкуется. Но я говорю, что здесь не столько вина этих политиков, сколько вина людей, которые не хотят следить за репутацией абсолютно. Да я понимаю, с другой стороны, люди устали от этого всего, но это же, зависит. Давайте поговорим о парламентских выборах и о том, ваш взгляд вот такого гражданского активиста, человека, который, видно, что вы следите за всем, что происходит в нашей стране. И, я не знаю, мы с Леной Федоровной тихо радуемся тому, что таких молодых ребят в Гагаузии не так много, но они есть. Потому что, как нам кажется, это очень важно, действительно очень важно, чтобы среди молодежи были люди, которые берут на себя смелость озвучивать какие-то вещи для того, чтобы спровоцировать эту смелость и у других людей. И мы желаем вам оставаться с такой же открытостью, но очень хочется узнать ваше мнение о том, 28 сентября, чего, на ваш взгляд, ждать Молдове? Какие это могут быть выборы? Что вы от них ожидаете? Есть ли опасения у вас? Если да, то какие, в чем? Это, конечно, будет вызов большой для нашей страны, 100%. И мы столкнемся с одним из самых беспрецедентных вмешательств, как я предполагаю, Москвы. Потому что через многие местные партии управляет, по сути, Москва. Это все красные партии плюс Шор. И баталия будет очень серьезная. ПАС потеряет значительную часть своих кресел, в чем они сами виноваты. Но, с другой стороны, меня вообще не парит судьба ПАС, меня парит проевропейский путь Молдовы. Потому что у нас альтернативы, по сути, нет. Сегодня мир чересчур дуальный. Из-за войны в Украине ты должен иметь какую-то позицию.
И эта позиция влияет на дальнейший политический курс страны и экономический. И извините, у нас вариков не так-то и много. Какие варианты предлагают ребята, которые выступают за дружбу с Россией? Какие варианты, я хочу узнать. Вот как они нам построили 11 предприятий, открыли сколько-то там аэропортов, вот так же примерно они будут участвовать в жизни нашей страны. С Европейским Союзом мы уже очень плотно работаем и уже бенефицируем с него. Каждый город и село, я не знаю, у нас есть в Гагаузии хоть один населенный пункт, который бы не бенефицировал с... Таких населенных Полагаю, пунктов что нет. нет, но и благодарности ни от одного населенного пункта не слышно от людей, жителей. Русофилия головного мозга. Но давайте вот еще о чем. То есть вот так вам видятся эти выборы. Будет 27-го? жестко. Но мне кажется, Будет что... И важно жестко. сохранить, вы говорите, проевропейский Очень курс важно. страны? Очень важно сохранить. Зачем? Что это даст? Вот на ваш взгляд. Дальнейшую акселерацию нашей экономики, дальнейшее развитие. У нас сейчас показатели не самые лучшие далеко, но мы и не в ЕС, и у нас еще и под боком война. Нам нужно разгоняться. Я еще раз хочу спросить у людей, которые за Россию, за таможенный союз. Таможенный союз, вы серьезно, блин. Ладно. Ну, в смысле, что вызывает у вас улыбку? Когда говорили за таможенный союз в 2014 году, люди голосовали, поддерживали, но мы в том союзе не оказались. Еще в 2019 году и Ирина Влах и многие другие политики говорили все еще про таможенный союз, и мы там не оказались. Да. И сегодня тоже еще есть люди, которые говорят... Что предлагает нам Политики. таможенный союз? Ничего, Хочу его узнать. просто нет. Его просто... Так я Таможенного поэтому союза. рассмеялся. Что такое таможенный союз? Это что? Кыргызстан, Россия, Беларусь? Вы серьезно? И мы вот это вот все без общих границ должны менять на сколько? 280 миллионов человек проживают в ЕС, плюс Великобритания. Плюс мы еще и строим, кстати, хороший с арабскими странами экспорт. Мороженое, фрукты и так Экономические далее. отношения, Да, да. сироп и так далее. И я поэтому говорю, смотрите, я не враг сам себе. Если Россия бы предложила нам прикольные условия, без всяких партий, которые Ну, а нас... дешевый газ это что, как? Это прикольные Это условия, я не нравится спорю. людям. А каким образом можно получить дешевый газ? Каким образом? Что мы... вот- Но сначала проголосуйте, а потом Ну получите. да, Так а люди же говорят не думают о политики. том, как этот газ попадет. Так Ну вот пусть нам нужен подумают, просто... Но я об сейчас этом и дешевый говорю, газ. Ситуация откуда его с взять, каким войной, образом? как Кто, ты- они нам протянут через Украину газовую трубу, или каким образом мы будем получать этот дешевый или вообще смешно бесплатный газ? Ну, не знаю, можно пофантазировать. Вдруг Так вот газ только придет... и фантазировать. Я не вижу преимуществ на другой стороне. Критики Европейского Союза имеют место быть. Но я хочу у них спросить, что вы предлагаете взамен? Сегодня абсолютное число большинства в Молдове за Европейский Союз. Кирилл, очень хочется несколько нарративов, ну, таких вот аффирмаций, которые проговаривают очень многие политики. Санду – это война. Что вы скажете? Ну, вот война так в у Гагаузии, вас во в всяком головах, вот 100%. У вас в головах война, и вы ее должны самостоятельно, наверное, останавливать. Потому что Санду это война, это что значит? То есть кому-то из вас пришла повестка на войну в Украину, может быть, или нет? Потому что я знаю ребят гагаузов из России, кому пришла повестка. И даже знаю 2 мертвых. Пожалуйста, Санду это война? Окей. Хорошо, а Санду это объединение с Румынией? Вы у румын сначала спросите, хотят ли они объединяться с нами. Нужен им еще один наляжку в чире. Вот так может быть. Я думаю, да, потому что для Румынии это будет очень большой вызов. Это не Молдова будет страдать при Ну, объединении. потому, видимо, 30 лет и пугает нас тем, что возможно объединение с Румынией, но 30 лет нет никаких попыток однозначно даже это румынская и сделать. молдавская культура идентичные культуры, идентичные этносы, идентичные языки. Если большинство молдаван и большинство румын в каком-то обозримом будущем проголосуют за объединение. И это возможно только дай через им Бог. референдум, это раз. Конечно. И все социологические исследования, которые только были по этим вопросам, всегда показывали, что процент людей, готовых проголосовать за это, либо поддержать эту идею, он очень низок в стране. Около трети. Я Поэтому... хочу сказать, что да, правильно, это границы страны плюс потеря или ее части или полного суверенитета запрещена Конституцией. Мы должны только через референдум, конечно. Так что это аффирмация абсолютная.
Ну и еще о чем хотелось бы сегодня несколько минут и об этом проговорить. 19 августа всегда в Гагаузии отмечается, да? Знаете, что отмечает? Ну, создание Гагаузской республики даже. Да. А давайте посмотрим, как закончилось последнее заседание Народного собрания Гагаузии, которое было 15-го, получается, августа, и через несколько дней, получается, да, готовимся к... Спасибо. На этом повестка дня исчерпана. Спасибо за участие. Уважаемые коллеги, 19 числа, как вы знаете, у нас большая дата. Всех приглашаем в Дом культуры на торжественное заседание. О чем говорит вот такое вот приглашение на такое важное событие для автономии? То есть уже закончилось заседание, уже попрощались, люди встают, люди уходят. Ну, как можно охарактеризовать такое отношение к этому важному событию? Приглашаем вас в Дом культуры. А, да, кстати, Да, в Дом культуры. заходите, точно, чуть не забыл. Но это вот карикатура просто на современность у нас. Маркер, И на уважение. маркер к отношению Абсолютно к верно. Вот Гагаузии. если бы я рисовал карикатуру, я бы ничего не менял вот из этой. Я прям вот так бы и нарисовал. Да. Да. Но я думаю, что найдутся люди, которые будут вот эти моменты запечатлят. Почему? Потому что вот мы иронизируем здесь, конечно, сейчас, Да. Извините, я люблю такое. Ну, иначе невозможно на это смотреть. Я тоже ловлю себя на мысли, что то, что происходит в Гагаузии в автономии, в последнее время хочется, просто иронично на это смотреть, потому что, не остается каких-то других поводов, как-то иначе это увидеть, потому что серьезно относиться к этому, это очень опасно. Для ментального здоровья. Да, для ментального здоровья. А если серьезно проговорить о том, что 19 августа, который для Гагаузии, то есть это часть нашей истории, этот день, и орган, который, в общем-то, преемник всех тех процессов, которые гагаузский народ отстаивал и получил. Вот, пожалуйста, кстати, приходите, поставим здесь троеточие, на самом деле, пусть это ирония и толики такого здорового взгляда на это, пусть зрители тоже нашего проекта сконцентрируют свой взгляд и подумают, вот, пожалуйста, по людей и депутатов, которые работают в Народном собрании Гагаузии, нужно оценивать, конечно, по их действиям. Вот такой жест ко всем тем, кто хотел бы 19 августа увидеть и понять, что будет, где будет и как будет, и насколько это серьезно. Алена Федоровна мне говорит, а вы знаете, 35 лет, да? 35 лет. То есть 35 лет. 90 произошло. Очень серьезная дата. Вот только это, Константин, вы сказал правильно, очень серьезная дата. Увидим, что будет еще и в этот день. Вам, извините, вам нужна какая-то, просто так предложение, какая-то рубрика типа no comment, когда вы ничего не будете спрашивать у гостя, просто вот такое показывать. Да. Я думаю, наверное. Спасибо за идею. На самом деле, если хорошо присмотреться, то как минимум в жизни гагаузской автономии, особенно в стенах законодательного органа исполнительного комитета, очень много бывает таких ситуаций, которые можно выдать. У вас будет очень много из этой рубрики no comment, да? Да. Президент Санду выступала на конгрессе диаспоры, который тоже состоялся на днях, и призвала молдаван, находящихся за рубежом, цитирую, «как никогда в истории нашей страны быть бдительными, сплоченными, защищать суверенитет». Да. Как вы понимаете такой призыв президента страны? Я вообще там по поводу всех этих вопросов всякие там, типа, диаспора нам выбирает президента или что там еще было. Хочу просто напомнить всем, у кого память каждое утро перезагружается, и не помнили, что было вчера, там, по-моему, 6% было из всех, или 7 удельный вес диаспоры голосов. Почему никто не спрашивает за те 48, 47, 46? Невыгодно спрашивать. Это диаспора выиграла. А я хотел бы напомнить, что за 10 лет, сегодня буквально по радио слушал, диаспора 30, по-моему, так, или за 15 лет, сейчас трудно, боюсь ошибиться в цифрах, но около того, 10 лет 30 миллиардов лей сюда пришли. Имеют право люди голоса здесь? Я считаю, что имеют, потому что наша страна во многом, не скажу прям кормится, но во многом кормится и бенефицирует за счет них. И обращение президента страны диаспоры абсолютно легитимное, логичное, оправданное, на мой взгляд.
Кто Потому хочет что паразитировать, они на этой мысли будут разная. паразитировать Конечно, и дальше. Конечно, кто будет паразитировать, я ничем их не смогу убедить. Но диаспора бывает разная, почему-то только вспоминают про диаспору в Европейском Союзе. В СНГ тоже есть диаспора, и к ней тоже обращаются, но там уже... Скажите, как относиться, вернее, что бы вы хотели сказать молодежи, которая точно так же, как и многие граждане страны, думающие о Молдове, о будущем Молдовы, говорят о том, что 28 сентября судьбоносный день для страны? Что вы сказали бы молодым гражданам? Побольше принимать участие в политической жизни страны. Обязательно. Это также дело активистов и дело общественных организаций привлекать и собирать молодежь. Я понимаю, что без, скажем, без лидера, без толчка это очень сложно сделать. Но тем не менее я призываю все-таки молодежь быть грамотнее политически, разговаривать с взрослыми, если это возможно, с бабушками, с дедушками, объяснять им элементарные азы политической грамотности. И это очень важно для нас всех, чтобы мы не искали опять место, куда уехать через несколько лет. Надо начинать самим думать, надо начинать брать, можно сказать, власть в свои руки. Но у нас, я считаю, в нашей стране власть и так в наших руках, потому что мы ее свободно изъявляем. Вот, поэтому, конечно, молодежи желаю побольше принимать участие в политической жизни страны. Вы много раз говорили о пророссийскости, но вспоминаю, что вы учились в Ростове-на-Дону. Да. Очень многие, не будучи в России, не проживая в России, не обучаясь в России, являются действительно пророссийскими по своему мировоззрению. Да. Да? А как так случилось, что вы проучились, там получили специальность, и вы так, жестко, я бы сказала, да, для себя ограничили? Не жестко. Не жестко, хорошо. Да. Скажите, как это случилось, что вы не считаете, что пророссийскость это нормально и правильно для, как минимум, нас, гагаузов? Да потому что иногда клин клином вышибают. Вот у меня и вышибли, Россия полностью вышибла любые остатки моей пророссийскости. Я не хочу, чтобы мы жили так, как они живут. Что вам не понравилось? Общество. Это люди, с которыми мы разговариваем волею судьбы на одном и том же языке, но это абсолютно разные люди по менталитету, по исторической памяти, по планам на будущее. И еще они тогда, то есть все, кто меня знают, не даст соврать, еще когда оттуда приезжал я постоянно говорил, что это общество абсолютно фашистское и российское. Они они любят клеймить других наций, других людей фашистами, но на деле я с 13-12 года вижу фашизм полностью во всем управлении их страны. Это один лидер, это полностью полицейское государство. Это государство, которое хочет расшириться, придумывая какие-то идиотские исторические... Это государство, у которого на каждой нации есть свое обидное название. Абсолютно на каждой. Это государство, люди, которые считают других людей из более мелких стран вообще чем-то абсолютно несущественным. Это государство, с которым невозможно дружить. Дружба с Россией, это значит полное подчинение России. Когда у нас говорят, надо дружить с Россией, я бы хотел узнать, на каком основании мы будем дружить с Россией? То есть мы у них что-то будем брать, а мы что будем им давать? Давайте так. То есть дружить с Россией это как-то взаимодействовать, правильно? Что мы можем предложить России, кто мне может сказать? Один из вариантов ответов людей, которые проживают в автономии, у нас общее прошлое. У нас также общее прошлое с Османской империей. Менталитет у нас один, говорит. Вы говорите, что менталитет отличается, а наши как раз таки говорят, наши говорят о том, что у нас менталитет один. И вы знаете, катастрофическая ложь. Вот что интересно, что эксперт Вайчдок Валерию Паша, он говорит о том, что население Гагаузии более пророссийское, наверное, чем люди в любом регионе России. Абсолютно верно. Я подтверждаю, я учился в Ростове-на-Дону, все молодые, давайте так 90% скажу, может кто-то у меня вылетел с памяти, но все в моем окружении, я их не выбирал, абсолютно все были противники власти. То есть никакой пророссийскости там и речи не шло. Потому что у нас пророссийский, это значит, ты поддерживаешь российскую власть. Это значит, ты пророссийский, потому что по-другому у нас. То есть в самой России молодые люди не поддерживали власть? Не поддерживали, но с ними, походу, очень хорошо поработали за эти 10
10 лет. Вот. А, Хорошо поработали. К нам в универ приезжали, с нами тоже работали. Как? Ну, приглашали нас добровольцами в Крым, в котором восстали местное население. Да. Конечно, приезжали дяденьки в форме, которые хотели, чтобы мы помогли. Предлагали. Я не скажу, что это было прям вот ты идешь. Нет, ну хотите, мальчики. Я не захотел. Были желающие? Да, были. А вы не захотели? Ну, конечно, я нормальный человек вообще. В Гагаузии не говорят о том, как они относятся к войне. Вы можете сказать о своей позиции? Да, я презираю По Российскую отношению. Федерацию с 22 февраля. Ой, 24-го, да, 24-го, пардон. 22 года. Я презираю Российскую Федерацию. Искренне, без денег, представляете, шорики. Вот. Вот так. Я не нахожу ей никакого оправдания, абсолютно. То, что она делает, это повторение, по сути, гитлеровской войны, который тоже не начал войну, а начал спецоперацию по освобождению немцев в Чехословакии. Представляете? А как вы себя чувствуете среди ваших родных в Чедерлунге? Вот с таким В своей взглядом? семье прекрасно себя чувствую. В своей семье я прекрасно себя чувствую. А с остальными я предпочитаю ограничивать общение абсолютно. Потому что я не могу приходить в гости к людям, которые крестятся в церкви, ходят там, делают вид, что они православные христиане, а за столом они обсуждают, что не могу это слово сказать, да? Но да, этих, как они называют, украинцев. Типа, что они сами виноваты. Ну, они же бандеры, как бы. Путин же сказал, что думать. Скажите, в Гагаузии ни один башкан с момента начала этой войны, ни один башкан, ни один спикер НСГ, ну и ни один депутат, надо продолжить, не высказал свою точку зрения, и ни разу Гагаузия за эти 4 года, ну, 4-й год войны, не сделала каких-либо предложений, заявлений или, я не знаю, еще чего-то, каких-то действий в отношении тех гагаузов, которые проживают в Украине. Как вы к этому относитесь? Ну, как я могу к этому относиться? Вы просто трусы и манкурты, вот кто вы. По-другому никак я не могу относиться к этому. Вот это одна из самых больных тем, связанных с Украиной, это то, что там живут 20% гагаузов, по-моему, от, скажем, общего нашего. Нет, да, может быть, я не знаю. 30 тысяч гагаузов. Вообще, вот. И что я могу сказать? Офигеть просто. Мы можем критиковать Зеленского, можем критиковать Украину, ради бога, что это святой человек или святая страна. Конечно, нет. Но, блин, там наши люди живут. Там наши люди вы знаете, живут. Кирилл, неудивительно. Если мы говорим не просто о гагаузах, которые живут на Украине, мы можем говорить о гагаузах, которые являются нашими бабушками, дедушками, прадедушками, прабабушками, которые ушли из жизни в годы голода, в годы репрессий. О них власти не хотят вспоминать и говорить. Я опять вернусь к своей мысли. Я все-таки настаиваю, что это русофилия головного мозга. Пока ты не вычистишь это у себя с мозгов, вот именно вот эту ржавчину советскую, ты не поймешь, что ты гагауз. Невозможно вот быть вот столько гагаузами, вот такая ржавчина советская. Это невозможно, ничего так не будет работать. Вот и все. И поэтому им не интересны ни жертвы голода, чтобы не обидеть русских, ни жертвы этих, чтобы не обидеть русских. Да хватит уже, елки-палки, 35 лет, Республика Молдова, да, не самое крутое государство, да, не самое сильное, да, не самое справедливое, и что хотите там скажите, но это, блин, Республика Молдова. Что вам нравится в Республике Молдова? Я хочу все же на какой-то более-менее оптимистичной ноте этот выпуск завершить. Свобода. Вы считаете, что Молдова свободная страна? Абсолютно свободная. Абсолютно свободная. Мы можем говорить что угодно. Мы можем свои права заявлять о них, выражать о них. Мы можем делать все, что угодно. И мне это очень нравится. У нас закрывают СМИ. У нас не закрыли ни одного СМИ. Комсомольская правда — это не СМИ. Это не СМИ. Это не СМИ, когда, извините, семенную жидкость Элтона Джона купила Майя Санду. Это что, СМИ? Вы серьезно? Если люди хотят такое читать, я повторюсь, это не лечится. Сторонники ГУЦУЛ скажут, что ГУЦУЛ приговорили к лишению свободы к 7 годам. Про свободу да, говорим. И помимо ГУЦУЛ еще приговорили очень многих преступников. Прекрасно. Правосудие работает.
Демократии в Молдове нет, есть диктатура, так говорят. Элементы, сейчас пожалуйста, диктатуры. Пусть вот, элементы диктатуры. Я учился на рекламе пиар, я могу без проблем их по памяти штук 5 сказать сразу. Ну а скажите тогда, что должно быть, чтобы мы сказали все-таки те люди, которые говорят о том, что у нас диктатура воцарилась? Преследования политические. Так как мы уже проговорили, что Шор это не политик, это невозможно считать политическим преследованием. Невозможно украсть тут что-то от нас, уехать в другую страну, там создать партию и говорить, что ты политик. Ты не политик, чувак. Ты, может, очень умный парень, я не спорю, я не отказываю. Шору в уме я точно не отказываю. Это крутой, умный парень. Но вот почему другие люди не понимают, что он свой ум не использует на благо не то что страны, да вообще никого. Ну, человек как бы бизнесмен, он живет своей жизнью, ради бога, по делам. А как вы думаете, Гуцул должна была улететь так же, как и Таубер, и скрыться от правосудия? Да. И ей не удалось, либо... Думаю, что да, ее по-любому готовили эвакуацию, потому что она много знает, она много видела, ее рано или поздно расколола бы прокуратура. Я думаю, что это все-таки случайно. Есть, потому что такое мнение, что ее специально кинули здесь, я не думаю. Смотрите, как будто больше рисков так получается. Очень часто Шор говорит о том, что Гуцул ни в чем не виновна, и Гуцул говорит о том, что она не виновна. Проводятся митинги, отстаивают право и защищают именно ее. Почему Шор ни разу не сказал о Светлане Попан? Ну, говорят, она виновата? несколько плакатов было из имени Светланы Попан, да. Но он лично никогда о ней не говорит. То есть она все-таки виновата нет. в том, что ей инкриминировали? Да, здесь скорее как бы политический ход. Намного удобнее говорить за Гуцул. Потому что Башкан. Да, ну это удобнее просто. Так что, по сути, то, что он делает, я понимаю. Но он правильно делает. Может быть, она и Башкан, потому что она имела доступ и делала вот такие грязные конечно, да. дела. И, конечно, проблему того, что садят Башкана, можно раздуть гораздо больше, чем садят. И резолюция, кстати, наверное, была именно поэтому и принята. Резолюция козырь. Да, резолюция НСГ. В руках у Шора должен был быть козырь, что законодательный орган автономии поднимает вопрос и говорит о том, что суд принял неверное решение. Ну и, Кирилл, добавить нечего, особо честно, извините. Поскольку вы действительно хорошо следите за тем, что происходит в нашей стране, думаю, что на этот вопрос у вас тоже есть ответ. Вопрос вот какой. Он связан опять же с 28 сентября. Давайте вообразим, представим, что 28 сентября вариант А – большинство у пророссийских партий. Это один вариант, что ждет страну. И вариант Б, когда большинство, не знаю, как это, да, но проевропейских партий, что ждет страну, что будет в Молдове. Вот два варианта. При одном большинстве и при другом. Это сложно сказать, потому что... Вы уедете из страны? Нет, я не уеду из страны, мне придется уезжать со страны. Если до сюда дойдут наши освободители, скажем так, да, с востока, вот тогда мне придется уехать со страны, потому что, я думаю, многим придется, скажем так, уехать с этой страны. Но так как они далеко, победа пророссийских партий просто приведет к временной стагнации, мне кажется, Молдовы. Временной? Она-то будет временная, но она отбросит нас назад сильно. То есть мы потеряем какую-то пятерку. Понятно, что после них 100% у европейских партий намного возрастет рейтинг. Хотя это всегда так. Сначала у европейских, если они избираются, у них рейтинг падает и так далее. Это нормально. Так что я прям катастрофы не предрекаю. Почему? Потому что абсолютное большинство пророссийских не будет в Молдове. Это невозможно. Ну, мы уже более-менее молдавское общество более-менее начинает так устанавливать уже, скажем, проевропейские свои взгляды. А что будет, если... Я не думаю, что... Во-первых, я не думаю, что вообще сформируется парламентское большинство. Да. Вообще не думаю так. И я не думаю, что вообще, вот вы говорите, у кого-то там выборы могут закончиться не выборами. Выборы перевыборами закончатся через 3 месяца, потому что никто не сможет создать в парламенте это. И трудно говорить, потому что я не верю ни в один исход. Не то, что ПАС соберет большинство, и не то, что это сам. Скорее будет посередине, и через 3 месяца мы переизберем еще раз парламент. Вот впервые в жизни попробую себя как аналитик. А как вы думаете, почему, интересно все же, почему пророссийские партии объединились в один блок? Потому что у многих из них шансов не было пройти. Например, у Сердечка навряд ли очень маленький шанс, как он показывает уже несколько выборов. У коммунистов очень маленький шанс. И
И как будто бы Становится большей силой? да, они как будто бы становятся так большей силой, плюс ко всему они получают общую поддержку с Кремля. Да, но в нашей студии господин Тарнавский сказал о том, что социалисты, у которых было больше всего шансов самой партии набрать, да, если бы они шли бы отдельно, то теперь они меньше, то есть это не во благо, а это наоборот, удар по этой партии, удар по этой партии, как минимум. Да там такая партия, что по ней уже сколько ни бей со всех сторон. Но все-таки люди верят и отдают голоса, и немало. Отсутствие института репутации. Да. Но оптимистичный сценарий, так сказать, оптимистично рисуется он Кириллом, что выборы могут закончиться перевыборами. Это оптимистичный сценарий, думаете? Оптимистичный, но я в кавычки беру. Почему? Потому что от выборов в Молдове живется очень сложно, потому что выборы — это огромные расходы. Да, это удар по бюджету. Вот, я поэтому и говорю, что взяла бы в кавычки эту оптимистичность вашу, потому что это очень сложно бьет по бюджету. Мы это знаем и по Гагаузии. А потому что каждые выборы люди должны понимать, то есть от нашего некачественного поведения на выборах, то есть да, каждый человек должен голосовать так, как он считает нужным, но главное, чтобы этот выбор не был мотивирован вот такими подкупами, я не знаю, там еще, пусть это будет волеизъявление граждан. Ну и, как мне кажется, да, ну не дай бог перевыборов, но пусть еще месяц с лишним есть до выборов, и у каждого гражданина есть право делать свой выбор так, как он считает нужным, но и разбираться в этих ситуациях. Мы искренне благодарим вас, что вы выбрали время, приехали к нам в студию. И что же, успехов вам в вашей творческой, мы называем Сленфёдна это творческая работа, работа над словарем, потому что действительно это очень нужно для гагаузского языка, невзирая на то, насколько власть в автономии заинтересована, не заинтересована в продвижении гагаузского языка, в развитии, в сохранении. Ойнсан накимань биле гагауздельных епокадар, лязм кенди изметиннен, кенди ишиннен, лязм япсына тёну не я побелела. Те hepsimiz toplanalım da Gagavuz diline hizmet edelim öyle. Nice var nasıl biz Gagavuz'la hizmet edelim. Bizim işimizi kimseye yapmayacak. Bizim dilimizi kimseye korumayacak. Дорогие друзья, для тех, кто не понимает гагаузского, но смотрит нас, мы всего лишь попросили Кирилла о том, чтобы он продолжил работу над словарем, потому что Елена Федоровна гагаузовед, преподаватель гагаузского языка, и она, как никто другой, каждый раз мне говорит о том, что насколько это важно, чтобы мы, гагаузы, прилагали определенные усилия, каждый из нас причем, чтобы язык развивался, сохранялся, оберегался. Ну и на сегодня, наверное, спасибо. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жакова, говорим вам спасибо, друзья, что были с нами. Если вы вдруг досмотрели до конца, поставьте лайк, если эта дискуссия вам понравилась, поделитесь с друзьями. Ну и да, конечно, смотрите за нашими короткими видео в социальных сетях. Мы есть практически во всех социальных сетях. Будем рады, если вы будете писать ваши комментарии. Они для нас очень важны и нужны. До встречи и ждите наших дискуссий. Мы обязательно пригласим следующего интересного гостя. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.